Программа «Эффективный руководитель медицинской организации» была создана по запросу Министерства здравоохранения
Друзья, всем доброе утро. Спасибо всем музыкантам, которые сейчас подняли нам настроение. Приветствуем вас на итоговом предновогоднем совещании. Сегодня мы собрались в такой неформальной обстановке, чтобы заслужить практики развития в сфере здравоохранения и выявить самое лучшее, а также чтобы поблагодарить и наградить врачей, ветеранов отрасли здравоохранения и волонтеров за весомый вклад в развитие системы здравоохранения Республики Коми. Для приветствия всех участников, открытия сегодняшнего мероприятия и награждения почетными грамотами приглашаем заместителя министра здравоохранения Республики Коми Марунич Татьяну Владимировну. Дорогие присутствующие, приветствую вас. Традиционно к концу года подходит время подведения итогов. И сегодня мы поздравим вас с заслуженными почетными грамотами, наметим дальнейшие шаги в развитии здравоохранения, а также заслушаем интересные практики по развитию медицинских учреждений. Я надеюсь, что сегодня вы сможете не только презентовать свои идеи, но и почерпнуть для себя что-то интересное и новое. И я с большим удовольствием сообщаю, что итоговое предновогоднее совещание объявляется открытым. За многолетний добросовестный труд почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации награждается Гарина Лилия Николаевна, врач Сыктывкарской детской поликлиники номер 3. За многолетний добросовестный труд почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации награждается Мазалев Николай Александрович, врач Коми Республиканской клинической больницы.
За многолетний добросовестный труд почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации награждается Федосеев Вадим Павлович, заведующий отделением городской больницы Эжвинского района города Сыктывкара. Надеемся, что наши дорогие врачи и дальше будут служить на благо республики, ведь мы очень в них нуждаемся и ценим. За заслуги перед Республикой Коми почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми» присвоено Иваненко Николаю Геннадьевичу, заместителю директора Республиканского медицинского информационно-аналитического центра. За многолетнюю добросовестную работу в отрасли здравоохранения. Благодарность правительства Республики Коми объявлена Лопаткиной Марии Валерьевне, начальнику отдела экономики и планирования Министерства здравоохранения Республики Коми. За многолетнюю добросовестную работу в отрасли здравоохранения. Благодарность правительства Республики Коми объявлена Амосовой Елене Валерьевне, консультанту отдела кадрового обеспечения и государственной гражданской службы Министерства здравоохранения Республики Коми. За добросовестный труд в отрасли здравоохранения, профессиональные заслуги, почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Коми награждается Петров Виталий Валерьевич, заместитель заведующего отделом информационно- и материально-технического обеспечения. Виталий Валерьевич сейчас тоже обслуживает технически наше мероприятие. Спасибо. Благодарность Министерства здравоохранения Республики Коми объявлена Смолевой Наталье Валерьевне, заведующему отдела исполнения сметы и учета нефинансовых активов Управления учетной политики и контроля. Благодарим, Татьяна Владимировна. Сегодня в этом зале находятся неравнодушные люди, которые добровольно принимают участие в организации мероприятий профилактической направленности. Благодаря вам, дорогие волонтеры, молодежь и жители нашего региона становятся более осведомленными в вопросах собственного здоровья и профилактики заболеваний. Для приветствия участников и награждения волонтеров мы приглашаем на сцену заместителя министра здравоохранения Республики Коми Далакянова Грама Феликсовича. Вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Конец года всегда подведение итогов. Я благодарю каждого и всех вместе взятых за тот, мы же знаем, что врачебный труд самый неблагодарный, за тот трудный, трудоемкий и благодарный на самом деле труд, который вы оказываете нашим жителям Республики Коми. Считаю, что работа ведется успешно, и мы день ото дня все лучше и лучше были, есть и будем. Всех с наступающим Новым годом, а волонтеры, как сказал президент, добровольцы, люди, которые на добровольной основе делают свою работу. Большое спасибо за то, что вы делаете. С наступающим Новым годом. Подождите. Благодарность Министерства здравоохранения Республики Коми объявлена Помаскиной Елене Юрьевне, региональному координатору Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Благодарность Министерства здравоохранения Республики Коми объявлена Ханериной Юлии Дмитриевне, медицинской сестре Коми Республиканской клинической больницы, а также волонтеру Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».
Спасибо, Ваграм Феликсович. Неудивительно, что от представителей самой гуманной профессии ежедневно, ежечасно требуется верность профессиональному долгу, человеческая и нравственная стойкость. Таким критериям соответствовать может не каждый, но вы справились. Для награждения ветеранов отрасли здравоохранения просим пройти на сцену депутата Государственного совета Республики Коми Косова Владимира Алексеевича. Уважаемые друзья, я сегодня приветствую ветеранов, которых сейчас знал маленькими мальчиками, которые пришли, и девочки, которые пришли в нашу отрасль. Так уж получилось, что время летит, и мы все стали, ну не все, но кого я награждаю, включая себя, ветеранами, людьми, которые отдали всю свою жизнь, все свое свободное и несвободное время служению самому большому, служению людям, служению сохранения их здоровья. Большое вам спасибо, дорогие друзья, действительно за верность профессии, за то, что вы дотерпели, что вас называют ветеранами. Низкий вам поклон и большое вам спасибо, больших вас успехов в дальнейшем, чтобы еще вы были ветеранами долгие-долгие годы. С праздником от имени Государственного совета я и от себя, лично от своей большой семьи поздравляю с праздником и желаю еще раз здоровья, здоровья и здоровья. Благодарственное письмо Министерства здравоохранения Республики Коми за многолетний добросовестный труд вручается Шмидт Надежде Николаевне, фельдшеру территориального центра медицины катастроф Республики Коми, проработавшей в отрасли 49 лет. Благодарственное письмо Министерства здравоохранения Республики Коми за многолетний добросовестный труд вручается Микрюковой Людмиле Александровне, врачу-акушеру-гинекологу Коми Республиканского перинатального центра. Благодарность Министерства здравоохранения Республики Коми вручается Павловой Валентине Ивановне, проработавшей 52 года медицинской сестрой Эжвинской городской поликлиники. Благодарственное письмо Министерства здравоохранения Республики Коми за многолетний добросовестный труд вручается Маклаковой Галине Николаевне, врачу-лаборанта клинической диагностической лаборатории консультативно-диагностического центра. Галина Николаевна проработала в консультативно-диагностическом центре 44 года. Благодарственное письмо Министерства здравоохранения Республики Коми вручается Рабкиной Нелли Георгиевне, медицинской сестре физиотерапии Республиканской детской клинической больницы, проработавшей в ней 48 лет. Благодарим вас, Владимир Алексеевич. Еще раз вам большое спасибо. Счастья, счастья, счастья. Во время профессиональной деятельности случается всякое. Вопросами, связанными с трудовой дисциплиной, охраной труда и соблюдением трудового законодательства, занимаются профсоюзные организации. О роли и значимости профсоюза в организации с нами поделится председатель Коми Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Русакова Галина Митрофановна.
Показ слайдов включите. Показ слайдов. Нажмите, и оно пойдет. Вот. Оживили. Добрый день, уважаемые коллеги, соратники. Задача моего выступления сегодня – это напомнить и оживить ваше представление о профсоюзной деятельности. Буду говорить очень тезисно. На самом деле профсоюз занимается очень большой сферой деятельности. Но на сегодня наша задача с вами, еще раз повторюсь, это напомнить и представить самые основные моменты. В настоящее время профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации является одним из самых крупных отраслевых профсоюзов России. Обладает общероссийским статусом, действует на территории 84 субъектов Российской Федерации, в том числе в Республике Коми. Сегодня охват профсоюзом составляет в Республике 26% и действует 65 первичных профсоюзных организаций. На сегодня ситуация работы в профсоюзах, организациях представлена на следующих слайдах. Здесь зеленым цветом обозначено учреждение, где профсоюз активен, развивается, есть взаимодействие, обмен информацией и готовность к совместной деятельности. Желтый цвет – знак внимания. Обозначены организации, где профсоюз требует оживления, усиления, смены профактива и внимания с вашей стороны. Ну и красный цвет – это учреждение, которое требуется реанимации или воскрешения первичных профсоюзных организаций. В соответствии с уставом профсоюза работников здравоохранения основными задачами профсоюза на сегодня являются достижение справедливого достойного уровня оплаты труда, контроль трудового законодательства, выполнение условий коллективных договоров, контроль за занятостью, контроль за обеспечением требований охраны труда, участие в совершенствовании законодательства, укрепление единства и профсоюзной солидарности. Непосредственно в организации регулирование трудовых, профессиональных и социально-экономических отношений между работниками и работодателями осуществляется путем заключения коллективного договора. И наша с вами задача содействовать этому. На территории Республики Коми в отрасли здравоохранения процент заключения коллективных договоров составляет в среднем 80%. Традиционно коллективные договоры медорганизаций занимали призовые места в конкурсах, проводимых Министерством труда Республики Коми. Но за последние 2 года ни одной заявки на участие в конкурсе подано не было. Возможно, для этого есть субъективные, вернее, объективные причины работы с ковид-пандемией. Я надеюсь, что сейчас при перезаключении коллективных договоров, а они очень интересные, целевые и значимые, я думаю, что мы не останемся в стороне, и именно вы, как руководители, активизируете эту работу по участию в этом значительном конкурсе. Радует, что в коллективные договоры учреждений здравоохранения включаются современные предложения и внедрения, которые улучшают условия работников за счет средств работодателя с участием профсоюза. Так, например, поощрение сдачи норм ГТО, поддержание стимуляции к ведению здорового образа жизни. Главное, чтобы было желание, понимание и возможности. Таким образом, администрация учреждений здравоохранения содействует поддержанию положительного социального климата в учреждениях здравоохранения республики. В случае отсутствия коллективного договора прямое правовое действие и значимость имеет региональное отраслевое соглашение между Министерством здравоохранения Республики Коми и Коми Республиканской организацией профсоюза, которое устанавливает правила социально-трудовых взаимоотношений, общие принципы экономического взаимодействия между работниками отрасли. Он обязателен для всех. И можно сказать, что это большой республиканский коллективный договор. Профсоюзы, выступая от имени своих членов при возникновении трудовых и не только трудовых вопросов, выполняют функцию коллективного голоса. Мы рассматриваем на сегодня обращения, письменные, устные, разбираемся, объясняем, советуем, консультируем. Иногда обращаемся к администрации медицинских организаций, обмениваемся информацией для выяснения истины. И я считаю, что это положительный момент нашего взаимодействия, потому что не нарушаются права работников, и вы, как руководитель, при неграмотно представленной информации не принимаете неверное решение в получении при общении истины. И полученное при общении истины уберегает нас и вас от ошибок и административных нарушений. При этом я хочу сказать, что вы сами являетесь сотрудниками отрасли, и половина из вас – это члены профсоюза. Профсоюз занимает позицию партнерского общения, солидарности, снижения социальной напряженности, сохраняя при этом принципиальность соблюдения трудового законодательства.
Соблюдение благоприятного климата в коллективах является важным направлением нашей совместной деятельности. Этот вопрос был акцентирован министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Альбертовичем Мурашко на одной из встреч с профсоюзными лидерами регионов. Проводимые спортивные и культурно-массовые мероприятия способствуют работоспособности и поднятию жизненного тонуса. Возможность общения с коллегами, обмена опытом, профессиональной работы, участие в интересных мероприятиях, выступления, реализации своих способностей поражает сплоченность, дружеское взаимоотношение, нормальное отношение всех членов коллектива друг с другом. Все это влияет на производительность, эффективность труда, качество работы, формирование успешного рабочего коллектива в организациях, развитие корпоративной культуры в медицинских организациях и профилактики профессионального выгорания. На сегодняшний день девиз профсоюзов «Мы вместе». Из выступления президента Российской Федерации он отметил так, что где профсоюзные организации действуют активно, решаются вопросы результативно. Увеличение численности членов профсоюза, усиление, восстановление ранее действующих первичных профсоюзных организаций с привлечением молодежи, активистов, общественников, администрации и непосредственно с вашим участием как руководителя очень актуально и необходимо на сегодняшний день. Со своей стороны мы наращиваем повышение эффективности деятельности профсоюзных органов, обучение, контроль и активное участие в жизни первичных профсоюзных организаций. Готовы оказывать помощь, готовы к общению, готовы к взаимодействию. Наши контакты здесь обозначены. Всем нам предстоит большая содержательная работа в новом году. Уверена в успешном взаимопонимании и взаимодействии. Спасибо. Спасибо, Галина Митрофановна. Уже совсем скоро перед нами выступят лучшие врачи со своими практиками. А пока мы предоставляем слово руководителю регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Республики Коми Акберову Михаилу Альбертовичу, который расскажет об эффективности внедренных изменений. Добрый день, уважаемые коллеги. У нас впервые проводятся коллегии, которые полностью содержат лучшие практики медицинских организаций. Это очень приятное новшество. Наверное, в будущем так и будем делать для того, чтобы все-таки обмениваться опытом и ориентироваться на лучших. Ну, я тут просто небольшой ликбез проведу, да, что улучшение – это в первую очередь эффективность. Но эффективность невозможно оценить без каких-то количественных показателей. То есть результативность – это степень улучшения и тех изменений, которые мы внедрили. Результативность измеряться должна по каким-то критериям, параметрам. И показатель этого критерия должен иметь цифровое значение. Я о цифрах много буду говорить, потому как просто сделать лучше, но всего лишь на 5%, это не значит, что мы чего-то достигли существенного. Вот у нас есть критерии, которые вот здесь вот я указываю, это взято из паспортов реализации проекта «Бережливая поликлиника», новая модель медицинской организации. И тут мы видим, что вот есть критерии определенные по введению протоколов МИС и объем предварительной записи. Текущий показатель – это на начало реализации, целевой, который мы хотели достигнуть. Это просто примеры и факт, пожалуйста, он целевой не достигнут, соответственно, понимаем, куда нам двигаться, чтобы все-таки достичь цели. Ну вот это новый проект, которым мы сейчас занимаемся по инициативе Министерства здравоохранения Республики Коми. Игорь Владимирович инициировал этот проект. Создана рабочая группа, и вот посмотрите, сколько критериев у нас есть, которые мы можем оценить. Это не полный перечень, который мы оценим. Кстати, часть этих критериев содержится в федеральных критериях, и мы, когда ежемесячно отчитываемся как раз по показателю. Например, доля времени приема врача в плановой форме по предварительной записи от общего времени приема подразумевается, что если врач принимает 4 часа по графику, все 4 часа должны быть заполнены плановой предварительной записью. И других вариантов быть не может. Улучшение диагностики рака молочной железы. Вот мы в текущем году выбирали 2 таких показателя. Для нас очень важно сокращение времени обследования и верификации диагноза от момента подозрения. Ну и в целом понятно, что мы должны увеличить количество диагностики рака пока что на всех стадиях. Да? Значит, ниже я про этот проект еще чуть-чуть расскажу. Если глобально говорить, то все изменения в проектной деятельности оцениваются по 5 показателям. Это безопасность, качество исполнения заказа, затраты и менеджмент, персонал. Ну, ниже я сейчас приведу пример, что я имею в виду. Мы должны не просто внедрять какой-то проект, да, а мы должны его уметь оценивать, иметь некую площадку, на которой мы можем строить графики,
для динамики показателей. И вот эти показатели оцениваются именно по вот этим крупным 5 критериям. Пример: оптимизация процесса забора крови. Безопасность какая? Когда мы оптимизировали кабинет забора крови, мы можем оценить несколько видов безопасности. Это не исчерпывающее, да, это и биологическая, и охрана труда, когда работник не получит травму, не будет аварийных ситуаций. Противопожарная безопасность, эпидбезопасность, информационная безопасность. Это я уже говорю о внесении данных пациента в информационную систему региональную, чтобы не ошибиться, не перепутать пациента и точно ввести данные. Качество, ну, это основной показатель, мы с вами понимаем, он очень сильно зависит и от экономической эффективности, и от исполнения заказа. Качество процесса забора крови, качество ввода информации о заборе, качество хранения биоматериала и так далее, и так далее. Транспортировка сюда же. Исполнение заказа, мы с вами понимаем, у нас есть определенный объем исследований, которые мы должны не просто исполнить, но мы еще должны исполнить его точно вовремя. И тут как раз в этом контексте хорошо укладывается предварительная запись и отклонение от времени приема того или иного пациента. Затраты. Ну, это такой крен сейчас современный, это все наши деньги, поэтому я тут сильно перечислять не буду. Негативно это простое, штрафы мы понимаем, неполноценная загрузка оборудования или медперсонала – это все наши потери. Ну и персонал. Персонал здесь оценивается целостно, его уровень понимания, его уровень знаний, обученность его на фабрике процессов, либо на каких-то других проектных образовательных курсах. Количество персонала, обученного бережливым технологиям, это мы оценим. И еще персонал должен не просто участвовать в проекте, либо быть обучен, он еще должен активно участвовать, предлагая определенные изменения. Сейчас изменения, которые оцениваются в учреждениях, это не просто изменения должны быть медицинские, статистические, и должен быть обязательно экономический эффект. И я вот следующих лекторов хочу нацелить на то, что в будущем обязательно нужно считать деньги. Деньги нужно считать с экономистами вместе. Просто показать, что вот у нас поменялись цифры какие-то медицинские, статистические, этого недостаточно. Мониторинг устойчивости. Ну, у нас бережливые технологии активно внедряются 3-й год, но дело в том, что большинство медицинских организаций, это не только нашего региона касается, оно, внедрив улучшение, дальше теряет нить вот эту вот устойчивости и не контролирует устойчивость изменений, да, то есть соблюдение тех параметров, которые мы выбрали. Поэтому вот есть основной здесь это систематический контроль, то есть измененные улучшения мы должны оценить как минимум 1 раз в год, по некоторым показателям чаще. И только должен быть систематический контроль, потому что если мы скажем, что какое-то учреждение вот внедрило некие бережливые технологии, и через 2 года туда придем, ну, знаете, не факт, что это все сохранилось, это надо обязательно оценивать. Иначе обидно, знаете, за что? За то время, которое мы потеряли, и деньги, и персонал отвлекали, так не пойдет. Я могу назвать единицы медицинских организаций, которые целостно, полностью по всем улучшениям контролируют процесс. Поэтому здесь надо уделять большое внимание. И, значит, варианты, да, просто для вас скажу, визуальный вариант, например, мы внедрили 5С в кабинетах, там, конечно, можем только оценить при очном осмотре, визуальном осмотре и контроле. Для этого также у нас есть чек-листы. Автоматически это при помощи программного обеспечения, он не совсем целостный, потому как мы должны взять определенную выборку поданных в реестре объемов посещений и сравнить с фактом внесенных. Да? То есть это не полностью автоматический вариант. А вот, например, когда мы пациента направляем на госпитализацию, то без электронного направления, полностью заполненного, его никто не примет. То есть тут идет полностью автоматизированный контроль, и других вариантов быть не может. Аналитически, вот у нас есть показатель, который мы также направляем в Москву. Мы понимаем, что диспансеризация взрослого населения должна выполняться в не более чем 3 посещения. Рандомно выбираем пациентов и смотрим, сколько посещений он совершил от начала диспансеризации до закрытия. Это только примеры. Делали также по инициативе Игоря Владимировича мы стандарт поликлиники, и там указаны большинство чек-листов, которые мы внедряли. И по ним, конечно, очень удобно проверять. Там только надо говорить «да» или «нет». Да? И оценивать. Теперь я чуть-чуть расскажу, с вашего позволения, про проект, который реализовала Ухтинская городская поликлиника. Мы его организовали при методической поддержке онкодиспансера. Алексей Николаевич, Павел Андреевич, ну и руководил процессом, руководил региональный центр. Длился он, сейчас федеральный норматив, не более 22 недель, к сожалению, но мы понимаем, что такие
серьезный эффект мы можем увидеть через год-два. Да? И вот стратегическая цель – это уменьшить смертность от ЗНО, увеличить пятилетнюю выживаемость, снизить одногодичную летальность. Улучшить своевременную диагностику ЗНО молочной железы первой и второй стадии – это задача, которую мы должны выполнить для достижения цели, и также улучшить диагностику предраковых состояний молочной железы. Подзадачей является увеличить охват скринингом, это у нас анкетирование, маммография, УЗИ молочных желез, и сроки верификации диагноза от момента подозрения должны быть доведены не более чем до 14 дней, с этим есть проблемы. Вот такая анкета, мы ее согласовали с онкодиспансером. Набор 4 баллов и более – это уже риск, и пациент однозначно идет на дообследование. Антонина Петровна подробнее скажет потом. Но вот, например, 5-й вопрос. Видите, несколько видов изменений у пациента. Каждый содержит в себе 1 балл. Таким образом, еще раз повторюсь, 4 балла – это уже подозрение. Вот это короткая такая цепочка для понимания, как происходит диагностический поиск. А вот это уже блок-схема маршрутизации, мы ее тоже долго вместе разрабатывали. Я хочу только пояснить, что само анкетирование производится в различных кабинетах медицинской организации. Это и диспансеризация, центр здоровья, видите наверху, это может быть на приеме пациента, это на сайте, об этом скажет Антонина Петровна. И определены сроки между каждым этапом. Обратите внимание, что до завершающего этапа на уровне поликлиники это у нас не более 14 дней. Значит, вот где УЗИ мы видим, да, синий квадрат в центре, это вот, и дальше мы видим КРОТ. Да. До этапа КРОТ все-таки мы в течение не более 2 недель должны все-таки принять решение о направлении пациента в КРОТ или нет. Вы видите, что здесь по БИРАЦ идет оценка, да, и первая, вторая, вот зеленый квадратик в центре, пациент направляется через год на маммографию. Вы пока изучаете, я хочу сказать несколько подробно. Дело в том, что при реализации не любого проекта, а там, где мы хотим увеличить выявляемость, уменьшить смертность, это касается также и болезней системы кровообращения, должен вестись обязательно регистр пациентов и полный учет. Мы разработали этот регистр совместно, региональный центр, это Анастасия, технический работник у нас, и Ухтинская городская поликлиника. Так вот в этом регистре полный перечень всех пациентов и всех вопросов анкет, исследований прямо в этом регистре. Он сделан, этот регистр сделан, защищает от ошибки от дурака. То есть там невозможно ввести то, что не дает система. Например, если мы вводим анкету, и там более 4 баллов, значит, как только мы вводим, он пишет «записать на маммографию». Причем там есть плановое значение, не более 5 дней. То есть если сегодня мы введем данные анкеты, а анкеты данные вводятся в течение суток, есть специально отдельно выделенные люди, то в течение 4 дней пациент должен быть записан на маммографию. Сегодня 27, то есть до 31. Тут же мы погружаемся в систему, записываем и вводим данные. Дальше, когда пациент прошел маммографию, результаты также возвращаются оператору, он вводит данные маммографии. Если мы там встречаем БИРАЦ 4-5, то однозначно мы обязаны записать пациента к онкологу, и это делается для проведения биопсии. Ну и по результатам биопсии мы уже должны решить, пациента направляется, видите, БР1 и 2. Если, значит, не подтвердилась более поздняя стадия, пациент возвращается на диспансерный учет. Причем, когда мы ему ставим БИРАЦ 1-2, то программа сразу обязывает нас выбрать дату следующей консультации или маммографии через год. То есть работает система неплохо, долго, конечно, мы ее налаживали, но это непросто. Но если по ней работать, это, вот, я скажу так, инструмент хороший. Более того, она формирует отчеты. Например, если мы хотим понять, кто завтра записан на маммографию или через неделю, ну, через неделю это более длительный срок, то список формируется сразу, и этих пациентов можно либо обзвонить, либо отконтролировать. То есть все формы отчетов, которые удовлетворяют нашим потребностям, мы относились к проекту критически, они, собственно говоря, формируются неплохо. Ну и команда, конечно, Ухтинской городской поликлиники сработала дружно, интенсивно. Мы проводили совещания раз в неделю, раз в 2 недели. Ну, я думаю, что результаты будут. Опять же, повторюсь, что короткий результат для нас нужен – это охват. Кстати, по-моему, целевая аудитория, которую мы должны охватить скринингом, это 12 тысяч женщин в возрасте от 40 до 70 лет. Вот они за 4 месяца проанкетировали более 4 тысяч человек, но это скажет уже Антонина Петровна. Ну, тут, наверное, как не надо делать, да, лампочку втроем вкручивать, это неверно. Я желаю вам, чтобы у вас такие вещи делал 1 человек и как можно реже. Благодарю за внимание. Михаил Альбертович, благодарим вас. Приступаем ко второй части нашего мероприятия.
В условиях перегрузки и огромного напряжения, в которых находится наша система здравоохранения, руководителям очень важно обмениваться опытом у лучших, обращать внимание на самые эффективные практики в деятельности медицинских организаций. Сейчас врачи поделятся с нами своими разработанными идеями и проектами, которые собираются применять, а также некоторые уже успешно применяют в своих организациях. Наша цель не только обменяться опытом, но и с помощью отбора выявить самые успешные проекты, направленные на повышение качества оказания медицинской помощи населению. Об управлении хозяйственной деятельностью в условиях ограниченного финансирования нам расскажет Булатов Сергей Игоревич, главный врач Государственного автономного учреждения Республики Коми, санаторий Серегова. Вам слово. Добрый день, коллеги. Как сказал Михаил Альбертович, больше цифр, но я постарался уйти от цифр и больше наглядно показать свою деятельность в течение нескольких лет. Так, вернемся. Значит, несколько направлений основным, на которые я хотел бы обратить внимание, это хозяйственный способ строительства. Давно всеми забытый. Это хозспособ, это выполнение строительных монтажных работ без привлечения каких-либо подрядных организаций. Значит, для этого в структуре учреждения был создан отдел. В нем подразумевается 5 штатных должностей, в том числе это у нас рабочий по комплексному обслуживанию зданий, 2 подсобных рабочих, штукатур, маляр, 2 единицы. Значит, средняя... Погромче? Да. Значит, средняя заработная плата сотрудника составляет 27 тысяч рублей. Значит, все спрашивают, да, как вы делаете все хозспособом? Появляется же, возникает налог на добавочную стоимость. Значит, на самом деле налоговый кодекс подразумевает в случае строительства хозяйственным способом возникновение налога. Значит, хозяйственный способ именуется несколько по-иному, как выполнение строительно-монтажных работ для собственного применения. Непосредственного определения, что относится к таким видам работ, налоговый кодекс не содержит. Исходя из сложившегося понимания, это и есть хозяйственный способ. Минфин дал разъяснение. Строительно-монтажные работы для целей применения содержатся в статье 146. Значит, выполнение монтажных работ для собственного применения признается объектом налогообложения, но в то же время начисленный НДС принимается к вычету, если возводимый объект будет использоваться в операциях, подлежащих обложению НДС. Таким образом, в нашем случае НДС не возникает. И хотел немножко показать. Максимально ухожу от цифр. Покажу несколько объектов, которые мы реализовали. Значит, в настоящий момент дата создания нашего учреждения 1929 год, зданием по 90 лет. С чего начали? Необходим был зал. Здесь имеются 2 кабинета, небольшая перегородка не несущая и большой коридор. Что делали? Здесь больше цифры. Здание старое, требуется обивание, штукатурка, подранки. Опять же, у всех, кто был у нас на объекте, возникает вопрос, да, как вы делаете, а можно ли так делать? Отвечу, что можно. Значит, перед началом любых видов работ была заказана экспертиза. Мы уже давно дружим с торгово-промышленной палатой Республики Коми. Значит, проводят экспертизы, достаточно конкурентные по своей стоимости, достаточно адекватные, плюс все свидетельства, разрешения. То есть после того, как принято решение о реконструкции капитального текущего ремонта объекта, заказывается экспертное заключение, значит, на основании него дальше разрабатывается проектно-сметная документация, дальше она осмечивается, заказывается. В штате у нас нет инженера, поэтому привлекаем мы компанию или юридическое лицо, которое осуществляет технический надзор, и далее своими силами, собственными силами продолжаем строительство объекта. После чего все наши действия с перепланировками всем согласовываются в Княж-Погосском районе, мы их подвед, в архитектурном отделе. То есть сейчас мы реализовали таким способом 4 объекта больших. Вот. После согласования вносятся необходимые изменения в технический план объекта. Здесь попал у нас штукатур-маляр. Вот все ближе. К итогу вот в результате получаем вот такие объекты. Значит, опять же, от цифр максимально ушел, покажу, что таким способом получилось
сделать в течение буквально 1,5 лет. Это кабинет врача, в котором залицензировано 5 видов медицинской деятельности. Это у нас коридоры, залы ожидания с видеомониторами. Кто не был, достаточно большие преобразования произошли. 4-камерные ванны. Это зал. И следующий амбициозный проект, тоже очень много критики выслушал в свой адрес по поводу тракторской, как называют местные жители. Значит, у нас есть нежилое помещение, больше 250 квадратных метров, которое соседствует с объектом опасного воздействия. Это котельная. Значит, много было прений, можно ли, нельзя. На самом деле получили экспертное заключение. Есть перегородка, противопожарная. В СССР строили достаточно качественно, с перспективой. То есть зданию здесь тоже более 40 лет, оно еще стоит. Что было сделано? Заказана, значит, технологическая смета, неправильно сказал, технологическая схема, и данное здание будет преобразовываться в столовую. Точно так же осмечено, заказан проект. Проект смета тоже сейчас проходит центр индексации. В летний период заложена была канализация, здесь маленько наискосок, но, чтобы было понятно, запрошены точки присоединения к общей сети. Это вот фотографии уже более свежие. То есть у нас выделен тамбур 36 квадратов и зал. Вот на сегодняшнем этапе уложена полусухая стяжка пола. Здание полностью в кирпичном исполнении. Штукатурим делаем. Вопрос далее по хозяйственной деятельности. Все работы выполняются хозспособом штатными сотрудниками. Все материалы приобретаются или на условиях конкурса, или прямыми закупками. С 1 октября маленько ужесточился у нас внесены изменения в положение, поэтому сейчас выходим на конкурс. Ну, может быть, и к лучшему даже, может быть, и будет какая-то экономия. Благодарю за внимание. Благодарим, Сергей Игоревич. Приглашаем Чуркина Максима Ивановича, главного врача Усинской ЦРБ. Он расскажет о том, как оптимизировать расходы. Может быть, так попробую? Всем добрый день, уважаемый президиум, уважаемые коллеги. Мой доклад не совсем вписывается... Слышно? Не слышно, да? Мой доклад не совсем вписывается в название сегодняшней нашей встречи, потому что здесь должны описываться уже какие-то реализованные проекты, да, какие-то результаты, достигнутые медицинскими организациями. Но наш проект уже на фазе его формирования, написания, когда мы учились благодаря Министерству здравоохранения на базе Коммерческо-республиканской академии госслужбы, за что я благодарен Игорю Владимировичу, что он нас заставил там учиться, буквально говоря. Так вот, на фоне написания проекта уже производились мероприятия, и часть из них уже дали экономический эффект. Поэтому можно сказать, что это проект, но этот проект в активной фазе реализации. Актуальность проекта. Почему именно выбрали для нашего проекта оптимизацию расходов на содержание имущества? Дело в том, что в 2019 году, когда я принял учреждение, сложилась большая кредиторская задолженность в размере 150 миллионов рублей, и Министерством здравоохранения была поставлена задача в течение года ликвидировать эту кредиторскую задолженность. И, естественно, мы обратили внимание при работе именно в то время на те разделы затрат учреждения, которые дадут нам наибольший и наиболее быстрый и эффективный результат. Это фонд оплаты труда и прочие расходы. И тогда мы проводили и сокращение ставок, и объединение отделений, и перевод совместительства на совмещение, и другие многие мероприятия, которые в итоге в течение года дали свой эффект. Но
по данным направлениям мы практически исчерпали свой ресурс. Поэтому работать в этом направлении уже, еще, конечно, можно, но такого какого-то экономического эффекта большого мы не получим. Поэтому обратили свой взор именно на циферку 2, расходы на содержание имущества, самые маленькие расходы, но это в процентном отношении. А если посмотреть на... Нет лазера, да? Если посмотреть в правый верхний угол, то это более 145 миллионов рублей в год, или более одного объема месячных расходов учреждения, или более 2 месячных фондов оплаты труда. Или мы посчитали, учитывая, что к нам пришел новый компьютерный томограф, получается 5 компьютерных томографов можно на эти деньги купить. Поэтому деньги, в принципе, не маленькие. Почему еще выбрали этот проект, именно это направление? То, что здесь у нас остался в нашем учреждении большой резерв для оптимизации, возможность прогнозирования эффективности, то есть посчитать. Вот таблица внизу показывает наглядно, что при переходе с люминесцентных ламп на светодиодные, на более экономные, зная, сколько они тратят, в сутки в год мы можем посчитать, что экономия составит в год более чем 2,5 раза. То есть посчитать можно быстро и просто. Для данного проекта возможно привлечение внебюджетных источников финансирования, не только средства Министерства здравоохранения или ФОМСа. Это энергосберегающий контракт, спонсорские средства, средства от приносящей доход деятельности. Ну и надеемся, если проект у нас получится, пока получается, то его можно будет тиражировать на другие медицинские организации Республики Коми, потому что, в принципе, все медицинские организации Республики Коми находятся в схожем экономическом положении. Итак, в результате проекта из 14 направлений, куда мы тратим наши деньги на содержание имущества, мы выбрали только 6. Это те, по которым есть перспектива и по которым ресурс еще не исчерпан. Это первое и самое главное – расходы на коммунальные услуги, на уплату налогов, на ремонт и гарантийное обслуживание оборудования, интернет, связь, эксплуатацию оргтехники и техническое обслуживание систем видеонаблюдения и лифтов. Сразу хочу сказать, что мы полностью в течение 2022 года перешли на IP-телефонию, и это уже в 2022 году нам дало экономию 1,5 миллиона рублей. Также уже практически списано все ненужное имущество. Это автомобили, это старые здания, которые тоже по итогам 2022 года мы посчитаем, сколько нам даст экономию. Ну, и в результате, основной прямой результат проекта мы ожидаем, что достижение экономии до 20% снижения всех расходов на содержание имущества в течение 2 лет по 6 направлениям, которые мы выбрали. Также мы поняли, что будут достигнуты второстепенные результаты. Это обновление, модернизация коммунальных сетей, создание единой системы диспетчерского управления, снижение, точнее, повышение надежности коммунальных сетей и снижение их аварийности. Ну и также другие задачи. И немаловажная задача, выделена красным цветом, это уменьшение нагрузки на бюджет Республики Коми в части финансирования, целевого финансирования подобных мероприятий в нашей больнице. Всего в календарном плане проекта 19 мероприятий. Больше всех это как раз расходы на коммунальные услуги, 6 блоков. Самое главное именно первый блок. Также хочу сказать, что в течение 2022 года нами... Ладно, дальше расскажу. Извините, волнуюсь. Вот часть календарного плана проекта, это первый раздел, самый большой, именно снижение расходов на коммунальные услуги. Вот то, что выделено черным цветом, это или уже сделано, или то, что уже активно делается. В том числе и модернизация тепловых сетей, и замена теплообменного аппарата, уже разработана проектно-сметная документация, она прошла утверждение в ГУМТОС. То есть сейчас мы будем ожидать финансирования. Ну и по другим направлениям тоже где-то мероприятия уже закончены. Допустим, уменьшение расхода электроэнергии, замена ламп на энергосберегающие в 2022 году нам дало экономию 2,5 миллиона рублей.
Это только с учетом того, что мы в этом году еще и закупали эти лампы. То есть в следующем году экономия будет 3,5 миллиона рублей. То есть практически в этом проекте, этот проект уже в активной реализации. Ну, любой проект связан с рисками. Риски – это неизбежно, они могут возникнуть внезапно, поэтому мы их выделили, их 10 рисков, составили планы предотвращения рисков и планы реагирования на риски и готовы в случае возникновения поступать правильно. Но вот самый главный слайд, наверное, для главных врачей все-таки, сколько это стоит и сколько в итоге мы получим в результате реализации проекта. Слева диаграмма. 50% нам всего доходная и расходная часть, то есть смета проекта составляет 23,5 миллиона рублей. Чуть больше половины из них мы надеемся получить за счет средств целевых субсидий Минздрава Республики Коми. Это вот в таблице два верхних синеньких тоже мероприятия. Почему оттуда? Потому что это мероприятие касается капитальных ремонтов, и свои деньги мы здесь потратить не сможем, поэтому будем просить. Но это всего половина, это всего 12 миллионов, Игорь Владимирович. Вот. Дальше мы надеемся, и у нас уже энергоресурсная компания у нас уже была, мы сейчас на стадии заключения энергоэффективного контракта, в который будут включены мероприятия желтого цвета, они будут занимать более 40% расходов медицинской организации. Также надеемся на спонсорскую помощь, и мы уже начали восстановление герметизации оконных коробок, тоже уже делаем. Ну и на средства от приносящей доход деятельности. В общем, по нашим предварительным расчетам, естественно, проект только начался, экономическая эффективность со второго года реализации проекта, если в первый год мы все уже вложим в него, будет более 25 миллионов рублей в год. А окупаемость составит 2 года. То есть, учитывая, что от Минздрава мы просим 12 миллионов, получить 25 миллионов рублей в год и возможность купить по одному компьютерному томографу, то, я думаю, нам удастся убедить получить эти деньги на наш проект. Спасибо за внимание. Спасибо, Максим Иванович. Следующим будет выступать главный врач Уфтинской детской больницы Нуриев Мурат Катусович. Приглашаем к микрофону. Добрый день, уважаемые коллеги. Я еще ниже спущусь. Спасибо Игорю Владимировичу. Мы тоже участвовали в проекте за то, что он насильно загнал нас учиться туда. И я совсем не пожалел, потому что узнал очень много нового. Спасибо за большую помощь Михаилу Альбертовичу, Акберову и Академии госслужбы. Давайте начнем про питание. Я решил поразбираться, что происходит. Питание – важный компонент оказания медицинской помощи и важный компонент качества оказания медицинской помощи. В качестве очень важное значение занимает удовлетворенность пациентов. То есть мы, если декомпозировать определение удовлетворенности, да, которое дает первый замминистра Фисенко, то удовлетворенность – это соответствие ожиданиям. То есть человек приходит и получает чего-то не то. Соответственно, человек уходит неудовлетворенный. Вот. То есть expectation и reality не соответствует. Ну, вот, например, исследование, да, одно по неудовлетворенным пациентам. Чем они более неудовлетворены были при оказании медицинской помощи? Вот, коллеги, мы можем быть 100 раз классными докторами, но если у нас в туалетах беда, вот, то эти 36% на это обращают внимание. Если мы кормим не очень, да, то, соответственно, все наши суперметодики лечения там, моноклональными антителами, какими-то лазерами ничем нам не поможет. Или в палатах стены сыплются. Вот, то есть это очень важный компонент. Как говорит Михаил Альбертович, да, цифры все,
Потому что оценить питание, надо как-то его переложить в цифровое восприятие. Ну, я долго не думал, я взял мишленовские анкеты по питанию и немножко их адаптировал. Значит, питание разделяется в данном проекте на два важных аспекта. Это quality, да, quality, качество питания, то есть чем мы кормим. И мы опросили 138 респондентов, детей. Ну вот и выявили, да, проблемы, что недостаточно мы даем овощей и фруктов, и не всегда невкусно готовим. Исходя из анкет, наверное, надо будет потом думать, что же с этим делать, да? И следующий компонент – это сервис. Как подать? Это тоже важно, да? То есть, если к вам в палату придет буфетчица в засаленном халате, даже если она принесет какое-то суперблюдо, да, то есть нам будет неприятно. Подано горячим, да, то есть вот это основная проблема. Да, я забыл сказать, оценка производилась по пятибалльной шкале, все очень просто, и это средняя оценка среди респондентов. Подано горячим, то есть с пищей возникают проблемы на путях эвакуации, да, с пищеблока до пациента. То есть с этим тоже надо разбираться. Любой опрос и анкета – это субъективный компонент, потому что люди не хотят обижать нас. Не всегда они объективны. Поэтому я подумал и, наверное, решил, думаю, надо еще какой-то объективный числовой признак найти. То есть это коэффициент несъедаемости, не я его придумал, а его придумал Роспотребнадзор федеральный. Звучит некрасиво, но и на Западе, да, такой термин тоже есть, это wasted, бездарно потраченный, да, глагол, потраченный. Получается, что пятую часть пищи мы выкидываем после того, как ее раздаем. Мы проводили сплошное измерение, сколько мы выдали на пищеблоке еды и сколько собрали помоев, да, извините. То есть в итоге 1/5 часть уходит в корзину. Люди не съедают. Что мы для себя поставили задачи, исходя из данных предварительного анализа, да, то есть мы хотели уменьшить коэффициент несъедаемости, качество обслуживания обучить персонал и автоматизировать процессы учета. Значит, что основной фишкой, да, то есть это вот меню по выбору. Нет, но это не ресторан, да, хотя там тоже у нас меню по выбору из широкого перечня блюд. То есть мы предлагаем на выбор 2-3 блюда в каждой группе. Например, супа 3, гарнира 3, то есть там рыба-котлетка. И вот человек сидит, выбирает и точкует, то есть мы это тестировали. Проект, кстати, сразу скажу, что в процессе реализации еще находится и не закончен. Значит, вот если вы помните, там была проблема с теплом, с горячностью, с теплом блюд, с температурой блюд. Так вот, есть технологии, да, так называемое таблет питания, которые широко используются в больших серьезных клиниках. Вот. Но это не просто такой пластиковый подносик. Вот этот таблет-бокс стоит около 100 евро. Да? То есть это серьезный технологичный продукт, который позволяет сохранять тепло в течение 2 часов даже, да, при транспортировке. Вот. То есть это все эстетично. Мы хотим увеличить удовлетворенность, да, итоговую. Опять же говорю, переложить это в цифры, как Михаил Альбертович учил. И уменьшить
wasted food factor. Конечно, надо научить буфетчиц правильно подавать. Это тоже очень важный аспект. И автоматизация процессов учета для того, чтобы мы могли правильно планировать, прогнозировать, тоже важный компонент данного проекта в моем понимании. Проект мы хотим закончить в первом квартале 2023 года, тогда, когда уважаемые люди пока рано, пока уважаемые спонсоры мне дадут денег на таблет-боксы. Не министерство это, другие люди. Ну, в общем, план утвержден. Я при реализации для себя отметил, что вот академическая часть проектной деятельности в части рисков – это самый важный компонент любого проекта, потому что вот этот раздел нужно очень хорошо прорабатывать, потому что я уже говорил, что на каждый риск я наступил, в каждый риск я попал, и с каждым риском приходилось как-то бороться. Уходили люди, которые не выдерживали и ломались. Повышение цен и разные другие моменты. Я планировал привлечь от ПАО «Газпром» 1 миллион рублей, то есть они мне обещали в первом квартале. Мы, наверное, таблет-боксы все-таки купим. У меня 81 койка в 3 отделениях. Ну, соответственно, родители лежат и детки. И маленький ролик, пока не расслабились, на 1 минуту в формате ТикТока. Обалдеть можно. Можно обалдеть, какая красота. Можно обалдеть. Спасибо. Благодарим. Мурат Катусович, очень креативно подошли к проекту. Да? А второй вопрос, извините. Мгм. Я сказал, да, о том, что мы предлагаем на выбор 3 блюда в каждой группе. И, безусловно, вот там в таблице есть назначенные столы, и мы это учли. В рамках лечебных столов предоставляется выбор. Нет. Некоторые блюда могут быть разрешены разным столам, правильно? Да? Ну, не так. Там непростое. Копии мы много поломали. Для того, чтобы вот этот лист выбора меню сделать,
Вот. Но, безусловно, мы же ведь как бы не с улицы пришли, да, понимаем о том, что есть 330-й приказ, есть организация питания, у меня есть диет-сестра, а врача нет пока. Да. Спасибо, Олег Афанасьевич, за помощь. Нет вопросов? Спасибо. Удратин Олег Афанасьевич, главный врач городской больницы Эжвинского района города Сыктывкара, сейчас расскажет нам про механизм финансовой аренды. Уважаемые коллеги, уважаемое, Министерство здравоохранения Республики Коми, ну и все присутствующие, хочу вам рассказать немножко про наш опыт именно аренды пока медицинского оборудования, но в том числе и вопросы лизинга медицинского оборудования. И очень интересный вопрос, за счет каких средств мы можем осуществлять данные мероприятия. Понятно, что все наши врачи, руководители хотят, чтобы республиканский бюджет нам выделил большую-большую субсидию на покупку медицинского оборудования. И мы, так сказать, эту субсидию с удовольствием освоили и приобрели себе в наши замечательные учреждения какое-то тяжелое или не тяжелое медицинское оборудование. А сегодня речь пойдет о приобретении оборудования в лизинг, в том числе за счет средств обязательного медстрахования. И для того, чтобы начать понимать, что такое лизинг, что такое правовое регулирование лизинга, структура и этапы лизинговых сделок, основные преимущества лизинга, преимущества аренды имущества и их недостатки, а также нормативные документы системы ОМС, а также лизинг оборудования за счет средств ОМС, я приготовил вот такой небольшой доклад. Но что такое лизинг? Лизинг от английского – это сдавать в аренду. То есть это вид финансовых услуг, связанных с формой приобретения основных фондов, которых, естественно, зачастую в учреждениях здравоохранения категорически не хватает. И эти фонды бывают двух видов. Первый вид фонда – это медицинское оборудование различного рода, которое предназначено для оказания именно медицинской помощи. Второй вид основных фондов – это немедицинские фонды различного рода, от автотранспорта до стиральных машин, которые находятся у нас в прачках. Так вот, это долгосрочная аренда имущества с последующим правом выкупа. То есть, по сути, лизинг – это такой механизм, когда мы платим по частям стоимость данного оборудования, в конце концов приходим к определенной точке, и по остаточной стоимости его можем купить. То есть право собственности переходит к медицинской организации от права собственности лизингодателя. А им может быть различные организации, от банковских структур до различных частных, в том числе предпринимателей. Финансовый лизинг – это вид лизинга, связан с реализацией договора лизинга, в котором лизингодателю в составе лизинговых платежей возмещается стоимость предмета лизинга, независимо от того, будет ли сделка завершена выкупом объекта лизинга лизингополучателем, либо его возвратом лизингодателю. И вот тут кроются определенные нюансы при работе, конечно же, с фондом. То есть, когда мы занимаемся просто арендой, это одно. Другое же дело, когда мы используем механизм лизинга, и это оборудование переходит в нашу собственность. Это совершенно другое. Поэтому вот тут кроются основные проблемы и нюансы при работе, в том числе с фондом обязательного медстрахования.
А так, лизинг медицинского оборудования – это достаточно эффективная форма финансирования, при которой медицинское учреждение выбирает поставщика и необходимое ему оборудование. Лизинговая компания приобретает данное оборудование в собственность и передает его клиенту во временное пользование за определенную плату и на определенный срок. По окончанию срока лизинга оборудование переходит в собственность. Ну, схема эта не нова. На самом деле есть производственники, которые производят оборудование различное. И вот если этот производственник даст нам оборудование в аренду или в лизинг, то часть денежных средств он автоматически на какой-то период изымает из производственного процесса. И производственный процесс, естественно, страдает. Для этого существует посредник. Ну, зачастую там, условно говоря, на данный момент есть у Сбербанка, да, Сберлизинг. То есть фактически банк, который через это оборудование суживает нам определенную сумму на какой-то период. То есть деньги зарыты у банка в оборудовании, он накидывает определенный процент, и, естественно, мы берем это оборудование в лизинг. Вот тут интересно правовое регулирование лизинга. Есть федеральный закон 1998 года о финансовой аренде и его статьи 624, 665, 670 Гражданского кодекса Российской Федерации. Структура и этапы лизинговой сделки. Тут вот уже, как я говорил, мы разобрали. Вот имеется у нас поставщик оборудования, который категорически не желает, чтобы мы забрали из оборота его денежные средства, потому что ему надо производить оборудование. Медицинское учреждение, которое хочет получить медоборудование, но не может купить его сразу за большую стоимость. И такая прослойка лизинговая компания, которая за счет определенного процента, который она получит, да, приобретает это оборудование напрямую поставщику, договор поставки и оплачивает 100% стоимости, а оборудование, естественно, идет уже в медучреждение. Ну, этапы. Конечно же, первый этап – это выбор оборудования. И на что любой руководитель посмотрит на этом этапе? Да? На то, как эффективно это оборудование будет работать. Мы сегодня разбираем, конечно, больше финансовую сторону, но не забываем и про наших замечательных пациентов. И от чего же может зависеть выбор оборудования? Потому что оборудования надо много. Как один из примеров я приведу то, как наша больница взяла в аренду так называемый аппарат гидроскальпель. Вот. И на что же мы опирались? Понятно, что этот аппарат, он лечит гнойно-трофические язвы нижних конечностей у пациентов с сахарным диабетом, облитерантов и так далее. Нейротрофические формы. Так вот, естественно, мы опирались на то, что этот аппарат им поможет быстрее очистить эту язву, повысит эффективность лечения, сократит сроки и улучшит прогноз этого пациента. Но, как любой руководитель, естественно, я опирался немножко на иные вещи. Вот. Мы посмотрели очень внимательно структуру КСГ. Естественно, мы увидели, что в данной структуре клинико-статистической группы, если лечить пациента без применения данного оборудования, он попадает на первый уровень сложности. И выставляя счет, мы получаем, условно говоря, 25 тысяч рублей за его лечение. Как только мы начинаем применять гидроскальпель, он сразу прыгает на 4-й уровень сложности. Естественно, чек сразу растет до 100 тысяч. Ну, понимаете, да? То есть, имея и зная, сколько у нас пациентов проходит в год, в рамках финансового анализа мы все это культурно смотрим и определяем, что да, нам выгодно взять данную аппаратуру в аренду, чтобы повысить средний чек по хирургическому отделению, сократить, естественно, сроки лечения, и в конце концов это оборудование попадет и останется у нас в работе. Но это как один из примеров. Дальше. Но это мы провели так называемый первичный финансовый анализ. Дальше идет сбор документов и полный анализ, то есть всестороннее изучение проблемы и вопроса. Далее идет заключение договора и оплата. Договорные отношения могут быть как прямого типа, да, по пункту 4, так и в рамках 44-го федерального закона, когда формируется техзадание, все это выставляется на площадку, торгуется, появляется победитель-поставщик этого данного оборудования, который даст нам его в аренду, и мы работаем в рамках 44-го ФЗ.
Естественно, поставка оборудования и его наладка. При поставке оборудования зачастую надо учесть его бы еще и страхование. То есть немаловажный момент во взаимодействии арендодателя оборудования и арендополучателя — вопрос страховки этого оборудования, чтобы мы предусмотрели, что бывает всякое. Прошла санитарочка, махнула тряпочкой, да, и дорогостоящий аппарат разбился о кафель. Такое бывает. Далее идет оплата ежемесячных платежей. Ну и седьмое, вот самое интересное, это завершение договора лизинга, переход оборудования в собственность клиники. Тут, естественно, начинаются различного рода нюансы. Самые интересные. Мы их рассмотрим чуть позднее. И вот основные преимущества лизинга – это первое, это минимальная первоначальная сумма платы. То есть, да, оборудование стоит дорого, да, стоит он, условно говоря, 4-5 миллионов рублей, вот, но выплачивая всего там 250 тысяч в месяц, мы уже получаем это оборудование сразу. И имея по месяцу, условно говоря, там 15 пациентов такого типа, экономический эффект достаточно приличный. Ну, рассрочка на длительный период. Не требует немедленного начала платежей, оперативное оформление договора, доступность и безопасность сделки. Вот это мы разобрали так называемый лизинг. Почему мы его разобрали в таком виде? Потому что все-таки лизинг в том виде, в котором его понимает фонд обязательного медстрахования, это все-таки покупка с рассрочкой платежа. И вот тут начинается самое интересное. У нас есть 326-й федеральный закон об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации от 2010 года. И есть территориальная программа госгарантий. Она есть федеральная и региональная. И вот в этих замечательных документах прописано, например, в 326-м федеральном законе до сих пор фигурирует сумма до 100 тысяч рублей. Закон не поменяли. А вот в территориальных программах, да, уже совершенно иная формулировка. То есть мы можем покупать не медицинское оборудование стоимостью до 100 тысяч рублей, а медицинское оборудование мы уже можем покупать стоимостью до 1 миллиона рублей, но при отсутствии кредиторской задолженности просроченной более 3 месяцев. И вот тут начинается самое интересное насчет лизинга. Потому что все-таки многие юристы трактуют, что это покупка в рассрочку. И тогда сразу возникает вопрос, можем ли мы использовать механизм лизинга и покупать оборудование дороже 1 миллиона рублей? Или все-таки не можем? Потому что этот вопрос, естественно, важен. До 1 миллиона тут вопросов нет. Мы можем купить это оборудование при наличии средств, да, сразу, то есть создать техзадание, деньги на счете есть, выставиться, отыграть аукцион и приобрести его. Если это оборудование стоит до 600 тысяч, можно, в принципе, в рамках 10% приобрести его сразу. Если же денег нет, но и кредиторки особо нет, пожалуйста, вот механизм, который спокойно может отыграться и провести, и состоится покупка медоборудования в рассрочку. То есть на счете пока денег нет, но в течение года, в принципе, при наличии вот этого оборудования и его эффективной работы, оно себя окупает в рамках работы УМС. И, пожалуйста, до 1 миллиона рублей вы можете оборудование такое приобрести через механизмы лизинга, если, например, денег нет. Дальше. Но самое интересное – это аренда имущества. Аренда имущества, в принципе, некоторые говорят, что это тоже как бы лизинговая схема, ну, финансовая аренда, то есть тут очень много терминологии. Так вот, по аренде имущества мы можем, значит, брать в аренду имущество любой стоимости, при наличии, естественно, у нас денег. Размер платежа арендного, он не ограничен в масштабах. То есть если вы хотите взять в аренду стойку нейрохирургическую стоимость 35 миллионов рублей, и арендный платеж у вас будет в месяц 1,5 миллиона, да, в принципе, это тоже законно. То есть также через 44-й федеральный закон, через площадку отыгрались, взяли эту стойку в аренду, и вот эти платежи мы спокойно, так сказать, платим, выплачиваем, стойка эффективно работает на благо больницы и пациента. Но тут возникает такая правовая коллизия, очень интересная. Почему? Потому что, в принципе, мы не можем показать законность
перехода этого оборудования по окончанию срока аренды к нам. Нам-то хочется, чтобы нам это оборудование как-то попало и осталось после окончания всех платежей. И тут, конечно, есть определенного рода механизм, когда мы попытаемся, значит, это оборудование документально передать поставщику обратно, да, а он как бы нам это оборудование в дар даст или там пожертвует, согласно договору о пожертвовании. Ну и пропишет, что там какие-то, вот так. Но тут еще раз говорю, есть огромное количество рисков. Захочет ли этот поставщик выполнять свои устные обязательства или не захочет? То есть уйдет он на линию банкротства, да, и придет конкурсный управляющий, это имущество изымет, или все-таки он останется на плаву. Тут очень много нюансов, поэтому, естественно, мы боимся вот таких сделок, опасаемся. Дальше. И вот, смотрите, нормативные документы, которые мы разобрали, основные, это восстановление правительства Российской Федерации о программе госгарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и постановление наше, 668-е, территориальной программы. И вот смотрите, как я уже говорил вам, да, можно повторить, что программой госгарантии структура тарифа предусмотрены расходы на приобретение основных средств оборудования, производственный и хозяйственный инвентарь стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу, а также допускается приобретение основных средств медизделий, лабораторных и инструментальных исследований стоимостью до 1 миллиона рублей при отсутствии медорганизации, не погашенной в течение 3 месяцев кредиторской задолженности за счет средств обязательного медстрахования. То есть очень большое количество учреждений нашей республики сразу вымывается из, так сказать, вот то, о чем мы сегодня рассказывали. И ограничение суммы размера платежа по договору лизинга медицинского оборудования 1 миллион рублей при отсутствии кредиторской задолженности. Многие учреждения просто не смогут это сделать в правом поле. Спасибо за внимание, и хочу вам под конец зачитать письмо Федерального фонда обязательного медстрахования. Правда, оно уже такое не очень новенькое, от 2018 года. Но дословно хочется зачитать. Почему? Потому что все-таки одно дело это я говорю, но зачитать письмо неплохо. И вот по вопросу оплаты финансовой аренды лизинга за счет средств обязательного медстрахования в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона 2010 года 326 ФЗ об обязательном медстраховании в Российской Федерации в рамках базовой программы ОМС структуру тарифа на оплату медпомощи включает в себя в том числе расходы на арендную плату за использование имуществом, а также расходы на приобретение основных средств стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу. Это так говорит федеральный закон. Местные программы госгарантий, да, они уже трактуют немножко по-другому. Далее, расходы по оплате финансовой аренды лизинга объектов нефинансовых активов в соответствии с заключенным договором аренды относятся на подстатью 224. Это тоже важно. Арендная плата за использование имуществом. Статья уже 220. Оплата работ, услуг раздела 5. То есть даже когда вы работаете с площадкой, вы четко должны понимать, на какую статью расходов эти средства должны попадать. И это немножко бывает по-разному. Далее. И вот смотрите, самое такое интересное, значит, пунктом 2 статьи 624 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если условие о выкупе арендованного имущества не предусмотрено в договоре аренды, оно может быть установлено дополнительным соглашением сторон. То есть договор аренды закончился, и вы в принципе можете какое-то дополнительное соглашение с поставщиком оборудования заключить, если они на это пойдут, если у вас есть определенная с ними договоренность. При этом стороны вправе договориться о зачете ранее выплаченной арендной платы в выкупную цену. Далее, в случае, если договором предусмотрен выкуп предмета лизинга учреждением лизинга-получателем по договору купли-продажи, то расходы по приобретению предмета лизинга должны быть уже отнесены на статью 310 «Увеличение стоимости основных средств». И тогда уже фонд может посчитать, что вы купили это оборудование. И подлежит оплате за счет средств ОМС только в случае, если выкупная стоимость не превышает 100 тысяч рублей. Вместе с тем, вот важно, при анализе подобных сделок следует обратить внимание на наличие признаков мнимой или притворной сделки в соответствии со статьей 170 Гражданского кодекса Российской Федерации с возможным применением предусмотренных указанным кодексом последствий.
И тут, коллеги, тоже достаточно важно понимать, что один договор окончился, да, закончился, вы оборудование обязаны просто передать по акту приема передачи, а тот поставщик, который вам его давал в аренду, должен обязательно его принять. А после этого, по прошествии определенного времени, возможно появление доп. Соглашения, когда вы покупаете это оборудование, да, за какую-то остаточную стоимость, потому что оно потеряло потребительские свойства. Проведете, возможно, экспертизу стоимости этого оборудования, то есть износ его и так далее. Либо оно действительно будет вам передано безвозмездно, ну, в рамках договора пожертвования. И тогда это оборудование появится у вас. Спасибо. Есть вопросы? Да, задавайте. Спасибо, Олег Афанасьевич. Сергей Александрович, приглашаем вас на сцену. Главный врач Республиканского противотуберкулезного диспансера поделится своим опытом, своим проектом на тему пациентоориентированный подход в работе. Уважаемые коллеги, в связи с чем возникла потребность вводить пациентоориентированные технологии в республиканском тубдиспансере? Объясним просто. Длительность лечения туберкулеза, нахождение в нашем стационаре пациентов от 6 до 24 месяцев, необходимость получать контролируемую терапию, то есть в туберкулезе совершенно жесткие условия. Каждая таблетка больным должна приниматься в присутствии медицинского персонала, независимо от этапа лечения. Это вызвало необходимость каким-то образом сделать возможным лечение, не нарушая принципов нашего лечения, не ставя население в опасность заражения, но при этом качество сохранить. И в 2006 году вы видите, что мы выиграли грант Королевского министерства здравоохранения Норвегии и получили деньги на закупку автомобиля для организации стационара на дому. Стационар на дому – это приезжает медперсонал, в его присутствии пациент выпивает лекарства, он уезжает к следующему и так далее. С 2006 года мы это делаем. Постепенно разрастался наш стационар на дому. Начинали мы, как видите, с 10 коек. Очень быстро стали прибавлять. Через 4 года уже 20, еще через 4 – 40. Потом в Воркутинском филиале с 2009 года 20 коек стационара на дому ввели. С 2021 года мы уже 25 коек имеем. В Печорском филиале было 5, и с 2020 года 10. На настоящий момент в Бусерка РПТД имеется 75 коек стационара на дому. Видите, да, что посещают и врач. Врач посещает в среднем 10 раз в 10 дней. Однако пациенты, которые являются инвалидами или плохо переносят, или лежачие, естественно, их посещают значительно чаще. Вот количество пролеченных в стационаре на дому только за последние годы. Видите, в 2020 году в 3 городах 191 человек, в 2021 144, за 11 месяцев этого года 134 человека. Следующий раздел стационарозамещающих технологий – это видеоконтролируемое лечение. В 2016 году, 7 марта, перед Международным женским днем, мы заключили 4-сторонний меморандум. Это Министерство здравоохранения Республики Коми, Северный государственный медицинский университет Архангельск, благотворительный фонд «Легкое дыхание»,
Это тоже Архангельск, который возглавляет заслуженный врач России, бывший главный врач тубдиспансера в Архангельске. И Международный фонд борьбы с туберкулезом LHL International, который оказывает помощь во многих странах, начиная от Африки и заканчивая азиатскими странами. В 2017 году в рамках этого проекта, надо сказать, что проект включает в себя не только стационарозамещающие технологии. Этот проект включает в себя значительно больше разделов, но в данном моменте мы будем рассматривать только стационарозамещающие технологии. В 2017 году были приобретены 3 планшета для процедурных кабинетов, филиалы Печоры, Воркуты и НАМ, и смартфоны, несколько смартфонов для выдачи пациентов. На первом этапе их было 5. Потом стали присоединяться пациенты, которые привержены к лечению, видят, что не надо посещать тубдиспансер, не надо даже светиться, так скажем, перед соседями, то, что медработники приезжают и ежедневно в стационаре на дому привозят лекарства, но они выходят ежедневно на видеосвязь, беседуют с нашими медработниками и принимают выданные им препараты, рассказывая, как они их переносят, жалобы свои и так далее. В 2020 году была продолжена работа с благотворительным фондом и повторно заключен меморандум. Дополнительно были закуплены планшеты благотворительным фондом «Легкое дыхание» именно. И один из них был передан уже в Ухтирскую городскую поликлинику, где они успешно и работают. Опа, а что же я выключил? Вот таким образом выглядит видеоконтролируемое лечение. Также посмотрите, как быстро прибавляется количество желающих получать препараты именно так, но под контролем медперсонала. С 5 человек в 2017 до 112 человек за 11 месяцев 2022 года. И теперь, несмотря на то, что проект наш последние годы, после 2020 года, называется Сыктывкар, территория, свободная от туберкулеза, тем не менее к нам присоединились пациенты Сыктывдинского, Усть-Коломского, Сосногорского, Ударского и Уктыльского районов, приезжают сюда, получают препараты, выходят на связь с нашими участковыми фтизиатрами, и мы контролируем их прием препаратов. Это, им так удобнее, чтобы не посещать медучреждения вообще. Естественно, они приходят на контрольные снимки, естественно, они контрольно сдают анализы, это все понятно. Естественно, здесь работает очень важный фактор. Во-первых, абацилирование, то есть они абсолютно не заразные. Во-вторых, это приверженность к лечению. То есть люди желают излечиться. Есть даже такие случаи, когда, допустим, пациент хочет работать, ему не на что жить, он не является инвалидом, не является заразным, он едет на вахту, на непродолжительную, 2, 3, 4 недели, и выходит ежедневно с нами на видеоконтролируемую связь, принимая препараты. Даже такие случаи единичные встречаются. Да что ж такое-то? Так. Эффективность. Можете обратить внимание, то, что закрашено, это о пациентах, которые используют стационарозамещающие технологии. Либо стационар на дому, либо видеоконтролируемое лечение. И вот результаты лечения. Посмотрите, отрывы на белом фоне. Каждый год по 4 отрыва существует. В последнее время только по 1 отрыву происходит при стационарозамещающих технологиях. Теперь посмотрите, пожалуйста, на эффективность, последняя строчка. 95,8, 97,9, 97,8% в видеоконтролируемом лечении. Эффективность лечения больных с МЛУ. МЛУ – это 24 месяца минимум лечения,
Как вы понимаете, здесь отрывов однозначно больше, и здесь эффективность, ну, естественно, она меньше. Посмотрите, в поликлинических условиях 58-59% эффективность лечения. И с 88,9% в этом году уже мы даем 96,3% эффективность с множественной лекарственной устойчивостью. Но я напоминаю, что это, во-первых, пациенты, уже достигшие бациллирования и которые привержены к лечению. Это понятно. Но их достаточно много. Ну, преимущества этих технологий, они явно, ярко просто на поверхности. Пациент находится в комфортных условиях, ему не надо платить даже за проезд на транспорте городском. Это сейчас туда-обратно 60 рублей, как вы знаете. Вот. Прием происходит под приемом, под контролем, как и должно происходить. Более того, в своих отзывах, дальше покажу отзывы, пациенты указывают, что у нас еще важным фактором является и общение с медперсоналом, потому что многие живут одни. Ежедневная, так, повышается ответственность пациентов в период лечения, потому что контроль каждый день, а если смартфоны наши, они свои, еще более ответственны. Один пациент наш все-таки умудрился потерять этот смартфон, и он теперь потихонечку выплачивает цену этого смартфона. Вот. А вообще пациенты стараются, конечно, свои использовать, наиболее привычные. И объясню почему. Там в следующем слайдах есть это. Ну и затраты на оказание медицинской помощи в 3 раза лечение в стационаре на дому дешевле, чем в круглосуточном стационаре. За последние, так, чтобы знали, за последние 10 лет, когда мы уже используем на полную катушку, да какой? Мы на полную катушку стационарозамещающий давно используем, но я взял только за 10 лет. Мы сократили 96 круглосуточных коек на территории Сыктывкара и наших филиалов для взрослых, 40 круглосуточных коек для детей, при этом увеличив стационар на дому только на 30 коек. В следующем году, помимо этих цифр, мы сокращаем с 1 января еще 35 круглосуточных коек для взрослых. Это отзывы пациентов. Мы фамилии специально убрали, естественно. Тут очень много интересного. Ну, например, что в основном они пишут, что нет замечаний по организации лечения, и что-нибудь организовать или дополнительного вы бы хотели, тут вплоть до того, что, ну, хочу выздороветь быстрее, видите, или есть тут где-то хочу выйти на работу. То есть люди настроены, несмотря на такое тяжелое заболевание, которое длительно лечится, они настроены продолжать лечение. И да, это заметно, что люди в своих условиях домашних, им легче переносить это. А теперь по социальной поддержке немного расскажу. При использовании стационарозамещающих технологий исключительно. Значит, оплата мобильной связи нашим пациентам, которые выходят на связь по видеоконтролируемому лечению. 350 рублей в месяц. Прекращались эти оплаты только на период середины этого года, но фонд «Легкое дыхание», получая гранты не только из-за рубежа, но и в России, он возобновил эту практику. Мы теперь продолжаем оплачивать, не мы оплачиваем, а они оплачивают по нашему представлению эти сим-карты. Индивидуальная поддержка пациентов – это выдача продуктовых наборов. Она тоже прекращалась на какой-то период времени. Но тем не менее, эти продуктовые наборы выдавались, ну, скажем, 17-й год 90 наборов, 2 набора в месяц. Но мы раньше давали по условиям проекта, мы раньше давали только больным с туберкулезом плюс ВИЧ. Это были условия наших спонсоров. Вот. В 2018 году 169 наборов, 2 набора в месяц. 2019 год 227 наборов, 2 набора в месяц.
С периода 20 по 22 выдавались всем пациентам уже, не только ТБ плюс ВИЧ, но всем пациентам, получающим противотуберкулезную терапию в амбулаторных условиях. В 2020 году 120 продуктовых наборов, но мы уже стали выдавать и санитарные наборы, куда входили маски, средства для обработки рук и стиральный порошок. Это уже пошла пандемия. 2021 год. 219 продуктовых наборов мы могли уже только один раз в квартал давать. В 2022 году, декабрь 2022. Вот сейчас вот мы будем выдавать, если вот вы обратите внимание, вот этот продуктовый набор сверху, а вот там вот мы специально на столик выложили, можете посмотреть налево, как он выглядит, продуктовый набор, который наши пациенты сейчас получат к Новому году. Туда входит не только масло растительное, 2 вида круп макаронные, сахар, чай, но и тушенка, и рыбные консервы, и большая коробка конфет. Именно вот это приятно. Можете подойти, посмотреть. Ну, конечно, наши пациенты этому рады. Как говорит куратор этого проекта Ольга Александровна Майорова, ну, они буквально светятся от счастья, и не только те, которые нуждаются в этом. Хотя есть некоторые пациенты, которые отказываются от наборов, их мало, или отказываются от оплаты мобильной связи, которые считают, что им необходимости в этом нет. Но таких очень мало, я даже не назову процент, сколько. Я думаю, меньше 5%. Да, и дополнительно мы стали получать за последние 2 года к противотуберкулезной терапии для лечения неблагоприятных побочных эффектов, довольно дорогостоящие препараты, конкретно вот именно фосфоглиф, да, что мы не могли себе раньше позволить в массовом масштабе, чтобы каждому давать. Теперь, да, такая возможность у нас на амбулаторном этапе есть. Ну, выводы понятны. Прежде всего, это очень удобно для пациентов. Во-вторых, это эффективность феноменальная просто по лечению. Ну и в-третьих, да, это отдельный разговор. В пандемию 2020-2021 год нас выручило то, что у нас было отработано, это стационарозамещающее лечение. Все пациенты, которые были незаразные, все были взяты на дому. Они не посещали даже тубдиспансер. То есть мы настолько организовывали это лечение. Мы их приглашали только в определенное время пройти контрольное обследование. Все. Но и экономический эффект, я уже сказал, сколько сократили, что в 3 раза дешевле койка в стационаре на дому. И открыли всего 30. 177 коек мы сократили, открыли 30. Спасибо за внимание. Благодарим. Смертность женщин от рака молочной железы стоит на 3-м месте после болезней системы кровообращения и на 1-м месте в структуре женской смертности от онкологических заболеваний. О раннем выявлении рака молочной железы нам расскажет Пешкова Антонина Петровна, главный врач Ухтинской городской поликлиники. Приглашаем вас на сцену. Пульт у нас кто-то забрал? Уважаемый Игорь Владимирович, уважаемые коллеги, вашему вниманию предоставляется проект, который реализуется на базе Ухтинской городской поликлиники. Это повышение уровня выявления злокачественных новообразований молочных желез. На слайде представлен управляющий совет
по реализации направления увеличения количества выявленных ЗНО молочных желез в рамках проекта создания новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Здесь мы видим количество женщин, которые проходили маммографическое обследование за последние 3 года. И в процентном отношении у нас женщины в возрасте от 40 до 49 лет практически одинаковое количество. От 50 до 59 немножко варьирует, в этом году меньше, и вот самый большой процент, это 35% в этом году, в эту категорию попали женщины в возрасте от 60 до 69 лет. И здесь также мы показали минимальный возраст, средний и максимальный возраст женщин, которые проходили обследование за последние 3 года, и очень интересно, что минимальный возраст 38-36, средний возраст повышается, то есть 62,1 в этом году, и максимальный 91. Пациентка обратилась, мы не могли ей отказать, поэтому вот она нам сделала такую статистику. Материально-техническое обеспечение учреждения позволяет нам выполнять этот проект. У нас 2 стационарных маммографа, 1 передвижной, и в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в этом году мы получили еще 1 стационарный цифровой маммограф, который также увеличит пропускную способность, и 1 из маммографов со стереотоксической приставкой, которая помогает нам делать прицельную биопсию. Оборудование достаточно новое, то есть в основном это 2020 год. В рамках проекта плюс аппарат, который мы получили, он еще не включен в эту таблицу, но мы его уже приняли. Был издан приказ по учреждению, который полностью регламентирует работу по нашему проекту. И что касается паспорта проекта, значит, чего мы хотим добиться этим проектом? Первое – это увеличить число выявленного рака молочной железы, количество проведенных маммографий и УЗИ-исследований, внедрить комплексную диагностику рака молочной железы, сократить время между первичной постановкой диагноза и назначением лечения, стандартизировать маршрут пациентов, снизить время ожидания пациентов вызовов КРОТ и повысить уровень информированности женщин о рисках развития рака молочной железы. Результаты, которые мы ожидаем, это выявление заболеваний на ранних сроках с 4 до 8 человек и более на 1000 населения. На сегодняшний день у нас 4,7 человек. Снизить одногодичную смертность пациентов с 11 человек до 8, увеличить коэффициент выживаемости женщин с 0,21 до 0,18 и сократить время от момента обращения в ЛПУ до постановки диагноза с 21 дня до 10-14 дней. Работа начинается с пациентами с анкеты. Я не буду повторяться, Михаил Альбертович говорил. Очень удобно. Эта анкета у нас есть на сайте, в социальных сетях, в группе ВКонтакте и в Одноклассниках. И плюс эти анкеты есть во всех кабинетах нашей поликлиники, где женщина может, не приходя в лечебное учреждение, заполнить эту анкету в онлайн-режиме, отправить ее к нам для доработки. После получения анкет у нас есть операторы, которые заносят ее в регистр, обрабатывают, и, естественно, в течение 2 дней мы уже приглашаем женщин для прохождения либо ультразвукового исследования, это возраст от 30 до 39, либо проведения маммографического исследования от 40 до 75 лет. И нами был создан локальный регистр, то есть это команда проекта плюс региональный центр. Локальный регистр крайне удобен. Во-первых, идет полная обработка, и можно сформировать любой отчет, проконтролировать, не потерялась ли у нас женщина, когда она проходит фактическое обследование. Можно также сформировать мини-выписку, где мы увидим все результаты обследований пациенток за определенный период.
Также очень удобно, есть список «Перезвонить», то есть если дама, которую мы пригласили на обследование, не явилась, у нас есть возможность еще раз пригласить ее на обследование, используя 3 попытки, а затем уже закрыть случай, если она не появилась. И определяет мини-выпискам количество подтвержденных и подозрительных на наличие рака пациенток. То есть все это можно анализировать и облегчает работу. Для информирования женщин мы рассылали всю информацию, во-первых, в организации, расположенной на территории Мугуохта, публиковали посты в сторонних городских группах, то есть у нас на сайте. И здесь вот наглядно изображено, это все закрепленная информация по анкетированию на наших информационных ресурсах. Был разработан буклет «Рак не приговор» и развешаны рекламные плакаты, которые призывают пройти раннюю диагностику рака. Пути попадания женщин в проект. Очень красочно, то есть это может быть и заполнение анкеты, и прохождение маммографии в передвижном маммографе, потому что мы ведем активные выезды маммографа еженедельно в местах массового скопления людей по направлению медицинских работников, по результатам ДВН профосмотра, организовано от предприятий, нам предоставляют заявки, и мы к ним выезжаем, и плюс личное обращение женщин при наличии жалоб и при прохождении профилактических мероприятий. Таблица проблем по процессу диагностика ЗНО я не буду озвучивать, потому что это достаточно много всего. Единственная наша задача, имея, ну так скажем, определенные проблемы, да, это ограниченная мощность аппаратов, может быть их поломка, низкое качество снимков, какой пациент подлежит наблюдению и расхождение заключений. То есть вот эти проблемы мы постарались решить и продолжаем их решать в рамках нашего проекта. И, естественно, эффект, который мы ожидаем, это организация большего количества исследований, уменьшение частоты поломок техники, сокращение количества некачественных снимков. И результатом должно быть диспансерный учет, качественный и своевременный у этих пациенток. Он сейчас регламентируется приказом 168, который вступил в силу с 1 сентября 2022 года. Так проводится ультразвуковое исследование женщин в возрасте от 30 до 39 лет. Ну и маммография – это золотой стандарт при скрининге молочных желез от 40 до 75 лет. Текущая карта потока, которая была у нас на 25 июля, то есть здесь отражены все проблемы маршрутизации и сроки прохождения обследований женщин именно на тот период. То есть если вы обратите внимание, пациентка, попадая к нам, до 5 дней записывалась на маммографию, затем в течение 14 дней после маммографии по программе госгарантии она проходила УЗИ. 5 дней – это консультация хирурга-онколога, затем выполнялась тонкоигольная аспирационная биопсия, и на все это уходил 21 день до момента попадания пациентки в КРОТ. Что на сегодняшний день? Что изменилось? Ну, первое. После прохождения маммографии до 7 дней плюс прохождение ультразвукового исследования, после подтверждения диагноза Байрац 3-4, 2 дня, и пациентка у нас попадает на осмотр в мультидисциплинарную бригаду, это онколог, где проводится тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем УЗИ. Материал направляется сразу же на следующий день в патологоанатомическое отделение Коми республиканского онкологического диспансера, где проводится гистологическое исследование, и в случае верификации диагноза материал направляется для проведения иммуногистохимии
для того, чтобы потом пригласить пациентку на консилиум, где ей будет полностью составлен план ее лечения и дальнейшего наблюдения. Те проблемы, которые были у нас в рамках проекта и которые мы преодолели, то есть мы провели обучение персонала. Прежде всего, это первичное звено, ранняя онконастороженность в практике врача для того, чтобы мы своевременно выявляли и направляли пациентов для получения квалифицированной помощи. Были проведены прямые линии в общественной приемной главы Республики Коми, заведующей женской консультацией и руководителем ЦАОПа. Пути решения проблемы для осуществления и быстрой и точной диагностики на базе учреждения был открыт кабинет проведения тонкоигольной аспирационной биопсии под контролем УЗИ. И здесь я уже не буду повторяться, то есть материал после забора через день попадает на исследование. Мы провели встречу с крупным медицинским центром «Ультрамед», который проводит маммографическое исследование на территории МГУХТа, и теперь мы обмениваемся информацией, то есть вся патология, которая у них выявляется, они нам передают информацию, и мы берем женщину в работу. И организована мультимодальная группа в составе врача-онколога, который специализируется на заболеваниях молочной железы, он прошел обучение, и врача-диагноста, который владеет всеми методами лучевой диагностики заболеваний молочной железы. И пациентки, у которых выявлено подозрение на ЗНО, приглашаются на совместный осмотр мультимодальной группой, и при необходимости в рамках одного приема проводится кор-биопсия с последующим направлением полученного материала на исследование. Создана стандартная операционная карта, утвержденная, где все четко прописано, весь алгоритм действий. И вот то, что мы на сегодняшний день имеем в цифровом выражении. То есть с начала проекта нами было получено 4678 анкет в рамках проекта и проведено маммографии 4646 и 769 ультразвуковых исследований. Вообще, в общем, за 2022 год, за 11 месяцев проведено уже 12 333 маммографии, плюс УЗИ. В этом году мы должны обследовать 15 565 женщин. Практически до конца года обследование женщин будет завершено. Хочется еще отметить, что у нас внедрено двойное чтение маммограмм после нового приказа 404 по диспансеризации, и плюс с 2018 года оценка маммографии проводится по системе Байрац. Что мы получили в результате? В этом году вообще подтверждено 56 случаев заболевания, это за 11 месяцев. На сегодняшний день это уже 65 случаев в рамках проекта 11 раков. По стадиям также мы видим, что превалирует первая, вторая стадия, это, в общем-то, достаточно хороший результат, и третья, четвертая занимает 9 человек. По динамике выявления здесь мы тоже видим, превалирует первая, вторая стадия, на что и нацелен наш проект, на раннее выявление, и маршрутизация пациентов по направлению диагностика рака молочных желез. Здесь достаточно хорошо показано, откуда попадают к нам женщины, сроки, то есть мы сократили сроки обследования до 14 дней на своем этапе до момента попадания в республиканский онкологический диспансер. Часть женщин, у которых есть изменения и которые расценены как Байрац 1-2, они берутся направляются через 12 месяцев на повторное исследование для того, чтобы нам не пропустить в перспективе онкологию. Проблемы.
Это недостаточное количество ультразвуковых сканеров, длительный срок эксплуатации, учитывая, что необходимо проводить ультразвуковое исследование женщин после прохождения маммографии, потому что у них выявлен плотный фон, то есть это 25%. Для этого нам необходимо увеличить по штатному расписанию врачей ультразвуковой диагностики. Отсутствует возможность получения третьего мнения по маммографии, но я думаю, что этот вопрос будет решаться, и у нас будет референс-центр, который поможет выполнить эту задачу. Затем длительное время ожидания дистанционной записи в поликлинику КРОТ на первичный прием к онкологу. Если мы работаем в обычном режиме, то это может затянуться до 30 дней. Единственное, существует такая возможность по телефону оперативно договориться либо с врачом, либо с заведующим, если есть четко поставленный диагноз, то есть тут пациентку берут, не откладывая на длительный период. Еще проблема – это необходимость выезда в поликлинику КРОТ для того, чтобы направить материал для проведения иммуногистохимических исследований, то есть необходимость оформления направлений и повторное проведение биопсии. Это, правда, крайне редко. Мы еженедельно созваниваемся с работниками патологоанатомического отделения, то есть практически на сегодняшний день повторного взятия биопсии не происходит. И мы планируем оформление направлений на ИГХ ввести в формат телемедицинских консультаций. Минимизация сроков проведения гистологических исследований и ИГХ-исследований. На сегодняшний день гистология проводится достаточно быстро, ИГХ – это до 2 недель, потому что это делают сторонние медицинские организации. И огромная просьба – это работа в ЕЦП, то есть не все еще работают и вносят информацию, и, конечно же, мы не получаем своевременные эпикризы, результаты инструментальных исследований и выписок. Очень бы хотелось, чтобы это все было оперативно. Наша команда, мы готовы к плодотворной работе и дальнейшему сотрудничеству. Спасибо большое за внимание. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю здоровья и мира. Спасибо, Антонина Петровна. Тема, да, действительно важная. Спасибо всем участникам, которые выступили. Приглашаем на сцену исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Коми Дягилева Игоря Владимировича. Он поделится дальнейшими шагами в развитии системы здравоохранения на будущий год. Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня такой необычный формат нашей встречи. Мы как раз с коллегами советовались, как ее назвать. Это не коллегия точно, и вот название «Предновогодний вторник». Друзья, одна из целей нынешнего мероприятия была, чтобы вы услышали друг друга и поняли, что мы все огромные молодцы. И на местах вы делаете порой уникальные проекты, и точно нужно заслушать эти проекты, и уже какие-то вещи можно внедрять в своих учреждениях. Отсюда поеду навстречу в кардиодиспансер, и кардиодиспансер написал: нам для отделения работы с пациентами, которые перенесли инсульты, нужно там 47 миллионов рублей условно. Мы сейчас будем с КРБ переносить. Смету оценила ГУМТО, все эксперты, строители, понятно. Но при этом мы видим проект Серегова, где можно хозспособом делать точно не хуже, а порой и лучше проекта и гораздо дешевле. Вот зря, вот, Сергеевич, ты не говорил про деньги, а там именно в деньгах, коллеги. То есть 3-4 раза дешевле можно делать те или иные проекты. Вот, и пример, сейчас чуть позже скажу про гостиницу, которая есть в клинико-диагностическом центре, уже пару лет у нас не работает. И вот с Ириной Алексеевной, с коллегами сейчас считаем, чтобы условно тем же хозспособом сделать гостиницу, и пациенты, которые будут приезжать, вот слышал 5-м пунктом как раз у Антонины Петровны, что пациенты в КРОТ не могут записаться, длительное ожидание, а порой приходится ездить несколько раз туда-обратно. А когда мы откроем эту гостиницу, причем раньше же опыт был такой в республике, она и была, эта гостиница. Вот сейчас мы сделаем, и не только для пациентов КРОТ, а КРБ, других учреждений, там будет 40 номеров, и мы с вами сделаем, естественно, большое дело. Сначала итоги предыдущего года.
большой фронт работы провели. Мы не стали все те вещи, которые с вами делали в прошлом году, сюда писать знаковые. 35 тысяч рецептов и выше было по всей республике одномоментно. То есть 35 тысяч человек не могли лекарства получить. И совместными действиями с депутатом, с правительством мы с вами сделали сейчас 114 рецептов. И по объективным причинам там, дефектура в Российской Федерации. Большое дело, большое. Нужно дальше продолжать. По ФАПам. 19 ФАПов, 3 года эта история тянулась, и в этом году мы с вами сделали тоже большой прорыв. И сейчас вот у нас осталось 4 объекта, и мы поедем сейчас в Роспотребнадзор отсюда разговаривать по каждому объекту. Потому что от нас с вами все зависящее, я вас за это, коллеги, благодарю, мы сделали. И по таким тяжелым объектам, как Колва, Браколанск, там тяжело строить, и в зимнее время реально построили. Сейчас остались вопросы по воде, по качеству воды. Это не от нас с вами зависит, потому что если везде же глина идет, а там условно в Валишоре или в Райоле там превышен уровень марганца или железа, понятно, что не наша задача, но я вас благодарю, то, что вы и ваши коллеги вовремя поехали на рынок в Ухту и Сыктывкар, купили системы фильтрации. А Карткирос, где главврач, не вижу. Вот. Вообще молодцы, отправили своих коллег в Москву, купили систему фильтрации. Параллельно ехала машина из города Ровеньки, наши медики, которые помощь оказывали. Машина 2 дня дождалась в Москве, забрала систему фильтрации, привезли. Вот эти вот схемы взаимодействия, чтобы даже на 1 день, на 1 час ускорить действие проекта, это очень важно. Молодцы, коллеги. И про ФАПа не сказал, то есть на будущее. Мы с вами обкатали уже технологию и уже научились в этом году строить по быстро возводимой технологии. Уже 2 объекта в Сыктывдине есть, это Лезом, Красный, они уже работают. В Печоре сейчас идет строительство морга, насколько я понимаю, там по этой же технологии. И опять-таки благодарю, научились и будем тоже использовать эту технологию. Дети, сахарный диабет. Важная задача. Сделали и протянули этот проект через правительство, через депутатов тоже на ближайшие годы. 2 врачебные амбулатории. То есть одна задача это строить, а если есть в наших городах, селах объекты, которые пригодятся и для здравоохранения, и для проживания медиков, надо это использовать. Потому что вот пошли этим путем, и уже 2 амбулатории в орбите у нас появились. Поэтому задача выкупа зданий, в том числе, будет практиковаться Минздравом. Сейчас иду от главы, буквально там 2 часа назад встречались, и глава подтвердил приобретение там, ряда объектов и подтвердил финансирование по КРБ, по открытию нашего централизованного эндоскопического отделения. О нем расскажу дальше. И по другим объектам. Управление персоналом. Тоже, коллеги, вот и вы, слышу, благодарите Минздрав, то, что запустили эту систему, и мы увидели ее эффективность, в том числе по вашим отзывам, и будем продлевать эту работу совместно с Академией. Будем ее увеличивать. Если в прошлом году главные врачи, заместители прошли обучение, не все, там около 25 человек, плюс сотрудники кадровых служб. Видим и поставили такую задачу Академии, чтобы в 2023 году прошли обучение еще больше главных врачей, те, которые не прошли обучение в 2022. Обязательно ваши заместители, заведующие перспективные, кого-то будем включать, сотрудники кадровых и экономических служб. То, что задача кредиторской задолженности наших учреждений, это не только головная боль Минздрава и там, главного врача. Это ваши команды, бухгалтера, экономисты должны быть экспертами, обладать новыми компетенциями. И плюс будем обучать еще администраторов. У нас будет новый проект, который называется «Помощник врача». О нем сейчас дальше тоже поговорим. Отделение кабинета медицинской профилактики. Где-то есть, где-то нет. Работают где-то лучше, где-то хуже. Поэтому задача, вот о чем Акберов Михаил Абдулович говорил, не только открыть, а уже оценивать и мониторировать работу этих кабинетов ежедневно, чтобы они действительно устойчиво работали. Такая же задача по кабинетам неотложной медицинской помощи. Вот логика, чтобы в каждой поликлинике, в каждой ЦРБ, куда пациент обращается, был такой кабинет. Мы по факту вот знаем, что если сейчас позвонить или по другим каналам связи, попытаться записаться на прием к врачу, будь то к терапевту, хирургу или к другому специалисту, мы же не запишемся с вами. Поэтому 2023 год у нас пройдет весь под эгидой доступности медицинской помощи.
И вот элемент отделения или кабинета профилактики – это один из инструментов, чтобы перераспределить функцию с врача-терапевта на вот подразделение диспансеризации. Кабинет неотложной помощи. Задача этого кабинета в течение 2 часов, чтобы пациент с острой болью получил необходимую помощь. И врач уже, терапевт или фельдшер, потому что у нас терапевтов нет такого количества, что по факту, и чтобы обеспечить работу всех этих кабинетов. Фельдшер, задача его, посмотрел на пациента, увидел. Если он выписался из стационара с больничным листком, условно, приехал, условно, в Усть-Цильму или Выжму, приехал с Сыктывкара, и задача просто продлить больничный листок. Одна ситуация. Когда у пациента, условно, там пальчик поранил, там нужно там, принимать какие-то решения, зашивать или еще что-то, его тут же за руку к хирургу отведут. То есть кабинеты неотложной помощи должны быть в каждой нашей организации. Тоже большую вещь сделали, то, что обеспечиваем сейчас при выписке наших пациентов по профилю БСК препаратами сразу на несколько месяцев даем. И уже этим действием, коллеги, мы с вами даем шансы многим нашим пациентам. Поэтому эту задачу тоже будем протягивать в следующий год. Планы. Какие-то основные вещи мы вот вынесли на слайд. Первое, то, что сказал, год, 23-й год, это год доступности медицинской помощи. Потому что мы запустили уже сейчас пилотный проект, я подписал приказ на днях, туда вошли ряд учреждений, это Сыктывкарская горполиклиника, Сыктывдинская ЦРБ, потому что близость есть Затон, СГБ вошла. И также мы по нашим мостам туда включили Усинск и Ухтинскую детскую больницу. По ряду предложений как раз экспертов. Поэтому и плюс Усть-Кулом. И плюс Усть-Кулом, да, сейчас Михаил Аберович попросил включить. Потому что муниципалитет с большими логистическими такими плечами, поэтому тоже есть свои особенности. И в течение ближайшего квартала мы отработаем с коллегами разные моменты, касаемые доступности. Это единое время приема. То есть каждый терапевт, каждый хирург, каждый эндокринолог в республике, независимо от нашего муниципалитета, будет принимать в едином интервале времени. Условно, если 14 минут мы с вами обозначим, там, как коллеги из рабочей группы, значит 14 минут будет принимать или 20 минут, ну, условно. Дальше. Работа скорой помощи. Здесь я благодарю коллег из скорой помощи, потому что совместно с НСИ, с Агентством стратегических инициатив тоже реализовали проект по прошлому году и действительно показали очень хорошие результаты. Доезд бригад скорой помощи кратно улучшился, но при этом остались проблемы по муниципалитетам с длинными тоже логистическими такими плечами. Поэтому здесь работу Михаилу Васильевичу, его команде и нам всем предстоит тоже в 2023 году продолжать. Пилотный проект «Медицинские администраторы». В прошлом году совместно с сотрудниками МФЦ в 3-й поликлинике взрослой и детской в течение года отработали сотрудники МФЦ. Они работали на передней зоне, помогали сотрудникам регистратуры, отрабатывали, и проект показал свою эффективность. Поэтому мы сейчас берем их в штат, и более того, опять-таки, рассылали презентации недавно, когда Мурашко Михаил Альбертович выступал, коллеги из других субъектов выступали на тему доступности. Многие из регионов уже внедрили такой формат, как помощник врача. Есть врач, неважно какая специальность, но прежде всего терапевт, есть медицинская сестра, и вот есть у них помощники. Логика здесь какая? Что помощник врача занимается регистрами, обзванивает пациентов, которые находятся в диспансерной группе, вызывает пациентов на прием в поликлинику. А некоторые субъекты пошли и дальше. Они дали помощнику врача чек-лист, дали условно тонометр, пульсоксиметр, еще некие приборы. И помощник врача ходит по заданию врача, в том числе и в сельской местности, по домам пациентов. Измерил давление, заполнил чек-лист, записал ответы на те вопросы, которые поставил перед ним врач, и всю эту информацию занес либо в электронную медицинскую карту, либо принес врачу. А врач уже, соответственно, ходит раз в 10 дней. Поэтому предлагаю здесь тоже данный проект опробировать и помониторить. Система мониторингов. Часть у нас работает в нашем МИАЦе, часть не работает. Поэтому здесь неполный перечень мониторингов, который мы предлагаем в следующем году вводить. И на уровне МИАЦа будем тоже мониторировать. Вы видите такие моменты, да, как мониторинг времени ожидания. Вот пациент пришел к кабинету к врачу, и сколько он под дверью кабинета будет ждать? Вот кто-то из нас сейчас замеряет этот показатель? Вот поднимите руки. Вот мало кто замеряет, да?
Поэтому, а это важно, это опять-таки это влияет на удовлетворенность пациентов. Мониторинг работы дежурного врача. И чтобы не было неожиданностью, коллеги, вот эти мониторинги должны быть оценимы. Поэтому один из элементов, помимо информационной системы, помимо чек-листов, помимо служб линейного контроля, каких-то внеплановых выездов, это система видеонаблюдения. И знаю, что у ряда учреждений, в частности от Ухтинской поликлиники, система видеонаблюдения уже есть, и мы будем сейчас уже проверять, где она есть, где нет, и будем уже централизованно тоже помогать ее устанавливать. Здесь задача, чтобы для вас, для главных врачей, ваших команд был инструмент, чтобы вы вовремя могли увидеть, особенно в тех местах, где чаще всего скопление проходит. Как раз кабинеты дежурных врачей, неотложной помощи, кабинеты приема терапевтов и прочее, чтобы скученности не было, и вовремя реагировать на это. Онконастороженность. Важно. Вот сегодня говорили, коллеги, про онконастороженность, работу в первичном звене, потому что, как показал опыт, как показала аналитика Минздрава России, мы находимся на предпоследнем месте практически по исполнению показателей нацпроектов по онкологии. И это отнюдь не заслуга. Это не надо списывать на ковид, эти задачи. Поэтому вот задача 2023 года – это доступность, это работа в части онкологии, работа в части БСК. Ну, потому что стыдно, такие классные учреждения есть, хорошие команды, профессионалы, сидящие в этом зале. И не можем с вами повлиять. Здесь ничего придумывать-то не надо, меры уже за нас многие сделали. Поэтому не буду на этом останавливаться. Единственное, централизованная эндоскопическая помощь. Видим, что у нас не хватает специалистов. Сыктывкарская горполиклиника, в Эжеве не хватает. При этом в рамках нацпроектов поставляется много оборудования, которое идет и в ЦРБ, там, в нашей поликлинике. Поэтому здесь задача, опять-таки, посмотрев опыт других субъектов, мы планируем централизовать по Сыктывкару и сделать это отделение на базе Коми-республиканской клинической больницы. Уже определили площади, финансирование тоже сегодня глава подписал, начнем ремонт. И будем принимать пациентов уже не только с города Сыктывкара, но и с соседних муниципалитетов, определим доступность. Дальше, после того, как мы сделаем образцово-показательное отделение, данный опыт я предлагаю транслировать и делать уже в других наших городах и весях. Так, диспансеризация для жителей республики 65+. Опять-таки, посмотрели проекты в агентстве стратегических инициатив. В результате командировки в Сахалин я увидел, как проект реализуется у коллег. И мы планируем вот эту диспансеризацию, пока 65+, организовать на базе КДЦ нашего. Опять помещение определили, набор специалистов есть, оборудование есть. И здесь задача уже с муниципалитетами мы сорганизуем. Вот логика такая, смотрите. С каждого муниципалитета в день будет приезжать порядка 15 человек. И они будут проходить углубленную диспансеризацию здесь, непосредственно в этом учреждении. Приехали с Прилузья, с Ислы, с Сыктывдина, с Карткиросом. 15 человек. К 8 утра приехали, их прокрутили, посмотрели до 2 дня. Накормили и отправили обратно в муниципалитет. Вот логика такая. Сейчас мы занимаемся как раз открытием этого отделения. Машины для выездной работы у нас есть, плюс поступает все новая и новая техника. Сейчас, не знаю, распределили, 8 машин пришло. Вот такие машины, это новые ФАПы. Сейчас в территории они пойдут. В следующем году программа эта продолжится. Плюс будем покупать сейчас на КДЦ выездной комплекс на базе КАМАЗа и маршрутку для перевозки врачей. Задача здесь, коллеги, к вам на уровне наших центральных больниц и также к учреждениям 3-го уровня усилить выездную работу. В 2022 году неплохо мы сделали, но все равно можно усилиться. Формирование кадрового резерва. Но об этом я с сотрудниками отдела кадров Минздрава часто говорю, и с подведомственными учреждениями. Потому что кадровый резерв, это надо воспитывать нашу молодежь. И не нужно этого бояться, это адресуют к вам, главным врачам. То, что не бойтесь делиться опытом. Наоборот, вам вернется с избытком. Когда вы будете растить из заведующих, из замов, будущих главных врачей. И то, что в чем-то специалисты сильнее вас, ну это же классно, не надо этого бояться. Создание оргметодотделов. Здесь не полный перечень учреждений. Логика такая, если кто-то не слышал, коллеги. Значит, на базе КРОДа будет организован оргметодотдел,
который заниматься будет не только аналитикой, но и непосредственно помощью в ежедневном, повторюсь, взаимодействием с вами, чтобы отрабатывать вот эти схемы маршрутизации по маммографии, расшивать вопросы попадания на стационарную койку, онкодиспансер. Также одна из задач, которая сейчас стоит перед КРОДом, это организовать работу службы помощи онкологическим пациентам. То есть, условно, по каналу телефона фельдшер, врач, либо сам пациент сможет позвонить по этому телефону и сказать: у меня направление, выписанное врачом-терапевтом в Усть-Илеме или Выжме, не могу никак записаться в КРОД. И вот пациента в ручном режиме будут уже проводить от момента звонка до момента записи. Работа с кредиторской задолженностью, тоже от обучения экономистов до регулярных встреч с кредиторщиками на уровне Минздрава. И это не то, чтобы поругать кого-то, а именно понять всю проблематику процессов и совместными действиями пойти уже к реализации. Отличный проект показал Усинск, Максим Иванович, команда, коллеги. Вот этим путем ровно надо идти. То есть постоянно можно что-то улучшать в своих учреждениях. То, что вы уже сделали по штатному расписанию по отделениям, Максим Иванович, и сейчас переходите к энергоэффективности и другим проектам, ну, вот огромная благодарность и предлагаю этот опыт взять. По цифре. Немножко потерпеть, знаем, как работает действующая система, но в любом случае мы с вами уже показатели по цифровизации улучшаем. И благодарю тоже здесь МИАЦ, большую работу, коллеги, делаете. И в 2023 году мы ее продолжим. Задача наша уже на этом не останавливаться, а вводить новые сервисы. Например, что планируем сделать? Это роботизированный обзвон, когда каждый пациент, вышедший из нашей поликлиники, ему поступит звонок на мобильный телефон с его разрешения. И предложит ответить на 3 вопроса. Довольны ли вы приемом врача? И тогда мы оценим работу врача, и вы также оцените, довольны, недовольны. Довольны ли вы приемом медсестры, в целом чистотой учреждения, условно. Вот пойдем этим путем. Система распознавания голоса. Мы понимаем, что наши врачи сейчас в действующую систему, нашу медицинскую информационную систему тратят много времени, чтобы ее заполнить. Хотя другие субъекты уже идут путем распознавания голоса. Они начали внедрять эту технологию, прежде всего, с кабинетов отделения рентген-диагностики, где МРТ, КТ, там, маммографию надо описать. А потом уже переходит к работе терапевтов и других специалистов. И мы не тратим уже время. Допустим, я когда был в зарубежной командировке, там, в Корее или в Барселоне, где-то лет 5, 6 или 7 назад, уже не помню, такие технологии уже давно были. И врач – это ценнейший ресурс, который, опять-таки, ценится, он и зарабатывает много денег. И, условно, прием врача в том же Сеуле, в Корее, это не более 5 минут, 3-5 минут. Всю остальную функцию делает медицинская сестра, делает уколы, условно, таблетки, так, утрирую. А помощники врача, о которых я говорил ранее, это не медицинский персонал, они делают всю остальную работу. Начиная от записи, формирования реестров, формирования каких-то бумажных документов. Это все делают помощники. Вот наша с вами задача тоже освободить врача, чтобы врач занимался обучением, лечением, а все остальные цифровые, в том числе сервисы, помогали ему в нашей работе. Поэтому, коллеги, спасибо огромное за 2022 год. 2023 год, я вам уже сказал, предстоит много разных таких разноплановых задач. И в преддверии Нового года хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Вам, вашим командам на местах, вашим семьям. Понятно, что задач и поручений сыпется огромное количество, и порой не успеваешь там в них во всех разобраться. Ну, такие реалии жизни, друзья. И последний момент, на котором я хотел остановиться, очень важно. Мы все живем в непростое время, знаем, что идет специальная военная операция. И очень важно, как мы сейчас будем встречать наших ребят, которые уже возвращаются оттуда. А возвращаются не совсем здоровые, кто-то с ранениями, у кого-то психологические травмы. И поэтому я прошу лично каждого из вас отрабатывать с каждым таким пациентом, с каждым. Это не надо отдавать это на откуп заместителям. Это важно, чтобы занимались вы лично, давали свои мобильные телефоны. Потому что мне не зазорно, когда я, Ваграм Фелич, Татьяна Владимировна, мы звоним лично с своих мобильных телефонов, даем родственникам либо самим ребятам,
и чем-то пытаемся им помочь и помогаем. Поэтому прошу, этим вопросом тоже занимайтесь лично. Знаю, что вот коллеги из КРБ, вот сейчас буквально вчера вот Рамазан Ганович с вами связывались мы с Прилузием и уже отрабатывали по нашим бойцам. Поэтому это очень важно. Плюс помощь матерям, женам, неважно, членам семьи мобилизованных. Такая же важная задача, коллеги. Еще раз, с наступающим Новым годом, а сейчас мы будем к поздравлению приступать. Благодарим, коллеги, вот на будущий год предлагаю отзываться в Телеграме написали, представить свои проекты, важные, то, что вы делали в своих учреждениях в текущем году. Я специально сказал не говорить, что будет некое поощрение, премирование, и прислали порядка 13 или 15 наших больниц. Из них мы часть выбрали, чтобы доложили именно здесь, по практикам, а сейчас мы предлагаем проголосовать, да? Кому что понравилось, какие здесь сегодня представлены проекты. Да, друзья, сейчас мы приступаем к голосованию за лучшие практики. Напоминаю, что наша цель не только обменяться опытом, но и выявить самые успешные проекты. Мы попросим волонтеров нам помочь, они сейчас раздадут так называемые бюллетени. После того, как вы выберете кандидата, это должен быть один человек, волонтеры у вас их забирают прямо на местах. Мы дальше приглашаем всех на кофе-брейк. Есть возможность немножечко отдохнуть, пообщаться, пока мы будем подсчитывать голоса. Поэтому вы голосуйте и приходите дальше пить чай, кофе и общаться. Одного кандидата выбирайте. Мы посчитаем все. Для вас сейчас будет выступать наш скрипач Дмитрий Федореев. Будет создавать приятную атмосферу.
Благодарим нашего замечательного скрипача за такое настроение, которое он создает. Ну что, друзья, просим занять всех свои места. Голосование у нас закончилось. Итоги подведены. Друзья, просьба занять всем свои места. Для поздравления победителей и вручения наших призов мы приглашаем исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Коми Дягилева Игоря Владимировича и депутата Государственного совета Республики Коми Климушева Андрея Юрьевича. По итогам голосования третье место и денежный приз в 300 тысяч рублей на развитие медицинской организации занимает Ухтинская городская поликлиника. Второе место и 500 тысяч рублей на развитие медицинской организации присуждается Ухтинской детской больнице. Давайте сразу определимся, как деньги доводить будете до нас. Волнительный момент. И главный приз в 1 000 000 рублей на развитие медицинской организации вручается Усинской центральной районной больнице. Поздравляем всех победителей, радуемся вместе с вами. И для завершения нашего новогоднего совещания мы предоставляем слово Игорю Владимировичу. Уважаемые коллеги, думаю, в следующем году количество участников, которые готовы презентовать свои проекты, будет у нас кратно больше, и качество проектов будет выше. Татьяна Владимировна, вот Марат Катович спрашивает, когда деньги будут доведены? Скоро, да? Скоро. Но уже в этом году или в начале следующего? В начале, то есть в январе месяце, сразу после праздников доведем. Потому что мы считали, эти деньги у нас действительно есть. Они не то, что красивые какие-то картиночки. Поэтому действительно деньги эти получите и используйте, коллеги, их на развитие. Начнем жить лучше, и суммы или количество вот этих сертификатов будем, соответственно, делать там больше. Поэтому, друзья, еще раз, с наступающим всех Новым годом. Праздник светлый, надо его провести в семье, с близкими, с друзьями, с мамами, папами, с детьми.
выспаться, наконец, и в Новый год с новыми силами. Поэтому берегите себя. Всего-всего самого наилучшего. Андрей Ильич. Ну, я хотел бы поделиться, да, увиденным сегодня мероприятием, итоговым совещанием. Действительно, было заметно, что все доктора, каждый, ну, настолько глубоко погружен в своей специализации, что готов рассказывать был об этом, ну, наверное, ну, сутками, наверное, уже, ну, потому что, ну, поделиться действительно есть чем, и опытом, и качеством проводимой работы. Уважаемые коллеги, замечательные коллеги, хотелось бы от имени Государственного Совета еще и еще раз поблагодарить, выразить слова искренней, огромной благодарности за ваш самоотверженный труд, за ваш закаленный севером и профессиональным опытом характер, тем не менее оставляющий в себе чуткость и заботу, и доброту о наших пациентах, за ваши горячие сердца. Вы все всегда, мы все всегда находимся, по сути, в режиме такой постоянной готовности и по первому зову готовы прийти на помощь, спасать людей, в том числе и сейчас, в условиях специальной военной операции. Честь и хвала тем добровольцам, медикам, которые недавно вернулись из Ровеньков. Поэтому, конечно, пожелать хотелось бы в канун Нового года вам всем это провести новогодние праздники, рождественские встречи в кругу своих родных и близких, в своей семье. Это, наверное, самое главное, чего хотелось бы вам пожелать. Хотелось бы пожелать вам, ну, вы вообще, в принципе, медики, вы, в принципе, вообще, ну, волшебники, такие Деды Морозы, которые выполняют круглогодично свою функцию. Поэтому хотелось бы вам пожелать, чтобы и ваши волшебные события, учитывая ваши заветные пожелания, тоже сбылись, чтобы Дед Мороз тоже исполнил вашу заветную мечту. Вам всем здоровья, счастья, добра, ну и, наверное, что сегодня самое актуальное, это мира над головой. Где у нас ведущая? Ведущая уже не по плану забрал, да? Все, коллеги, спасибо огромное. Тогда сейчас по рабочим местам. Так, а у коллег с территории сегодня есть время как раз купить подарки в столице республики своим близким.